Хлыбзеква хатырсква телехопшша. Апсо телехопшра ишудна гало жила рейзера ха депутат разы, а кандидат шырыкугалара. Ваха студия ха абхерарымоп, абыжбапи алхарта тутыпахада а кандидатша. Аха уртрах айба Рашид Арзамит ипхал хылзам заламырхуйт, егерт кандидатша зеге ха студия химия хызит бзела шабейт, важу дараш сырдырует. Арчилия Алыкса Ачба Беслан Юрийпа, Инапшба Руслан Антайпа, Какалия Миран Гяргипа, Карчая Беслан Гяргипа, Лагула Адгур Геннадийпа, Рикуа Тимыри Вазипа, Зухбалаша Анатолийпа. Важу абқара кода чазнак хрыла чавжу маамта хамгарца зыхун, шнысым яку ханрзыдзирю лагаштах, нас абхяжу зыхун ибум ишимо пиюбайба минут. Халагап анасым яку. Арчилия Алыкса Инасами хазазриует. Арчилия Алыкса диет лацарамза вибаз кифихани виаба шуксарзыт корчала калакяхна скифипшини випшба шуксазы далки табжарат в школ. Яробря шуксазы талают апснет бяхунткарат университет, а турых зиндерат факультет. Скифипшини випбапшини виаба шукскорзы Украины, Белоруссии, Ирзакырат гилихацанакоз СССР арат пмчракоркна арра мадзура дахысуан. Уяштах ицара яцейцейт. Скифипшини виаха шукскорзы апснет ларджинчтола пейбашра далахун. Мрагыларапи фронтақны дейбашван. Айбашраштах вишукса усиван гулрыбш района хадара хюнткарат мазара яхатпрей рокшай хабыс. Зкифипшин вюхшуксарзы дыя сует гулрыбштан харта коммунал панхамия аус хкырачатна плака директори хатыповис. Анаюс гулрыбшпи абнанхамия ето амчаус адуларап комбинат а директор сдыхан. Зкифипшин вибишуксазы апсна хюнткар ачар фонда ханпеви хатыпой. Уяштах хышукса аквакалаки хадара ачар рокшай хабы. Юнески хпашукскорзы аквакалаки хадара Ачария спортер зара курза айла каханпеви хатыпой. Юнески пшпашук скорзы. Апсна министр тверила зара гуманитарпи, а бюджетпи ичкара куирокша референт. Юнески вейза юнески випшук скорзы хатнакалаки хадара ачария спортер зара курза айла каханпеви. Юнески вявшук скорзы аквакалаки айзара а депутат. Та цороп юджахшара драбуб. Алексей Пауэжи, алхичра ханархана вяквак шхарц филшует. Добрый вечер. Со всем уважением к вашему мнению хочу проинформировать основные позиции своей платформы. Я иду в депутаты и вижу парламент той площадкой, где не будет, по минимуму будет присутствовать политиканство и будут приниматься законы, которые облегчают жизнь простых людей, народа Абхазии. Также вижу себя помощником в проведении реформ, но в то же время мотивировать, помогать, иногда подталкивать исполнительную власть к решению злободневных проблем. Будучи кандидатом, мы уже проявили несколько инициатив. Это предложение о выносной урне, которое поддержали все кандидаты. Но так получилось, что один кандидат не согласился, поэтому мы приняли такое решение, мы дали возможность проголосовать единицам, которые настояли на том, чтобы выносная урна к ним пришла. Не обходили по квартирам в связи с пандемией в нашей стране. В связи с известными событиями в мировом масштабе была создана группа среди соседей в рамках гражданской обороны. Помощником депутата мы решили для налаживания обратной связи, будучи, если стану депутатом, значит, мы решили возложить на одного из сотрудников домоуправления, чтобы была быстрая связь и обратная связь. Пролоббировали интересы студенческих стартапов экономического факультета. И есть у нас одно предложение для будущих кандидатов, для того, чтобы в эфире обсуждалась одна тема общая, когда смогут более открыто и глубже говорить на общей теме. Табу.
Ачба Беслан Юрий Падит Раферам Зафбазки Фипшини Вякашуксазы Аква Калакизки Фипшини Вяшуксарзы Далгайт Аквапи Апшбаби Абжарат школ. Анаюст Талайт Аквапи Ярто Институт Адунейт экономики и Жларбжарапи экономикапи Заказашакуир факультетах. Зки Фипшини Визев Юнизки Акашукскварзы Арра Мадзура Дахысуан Апснар Бжарамчкварджам. Юнизки Вибашуксарзы специалист Хадастрыдыргылайт Апсна Адмыкапи экономикапи Мадара Курзы Ахюнткарапи Лакакна. Анаюса Усурадалагайт Апсна экономика министр ракна адмыгапе экономика пей мадара курзы специалист хадас. Юнис кипшбашук сарзы и напалакан апыла социал экономика торчияра а индикатив план аша кургылара. Юшук сарыштах дия суетенхара Москва акалаках. Аусиуан алада Урал па аглыхра пейла хуракна. Юнис кипшбашук сарзы айла хура продсервис а коммерция директор сдартует. Юнис кипшбашук сарзы экономика пиззара курзы апснапы за министр ицхаравист халуй. Дачашук сакаштах апыла амилат банкахна аусурадалагует. Юнис кизев Шуксарзы диаган аккредит турых корхылапшра акушахе. Таачароп Диму Папа. Здравствуйте, дорогие граждане, дорогие избиратели. Я хочу говорить в контексте того, что сейчас происходит в мире. В мире нас ждут большие перемены в геополитическом плане. Меняется множество различных ориентиров. И я хотел бы, опять же, говорить в контексте того, что происходит сейчас. И я считаю, что, несмотря на все происшествия, которые происходят сейчас в мире, Абхазия тоже, соответственно, должна подстраиваться под все события, которые происходят. И с учетом своего именно трудового длинного стажа, я являюсь экономистом, я хочу именно предложить такую более экономическую составляющую развития нашей республики. Вот, с учетом того, что надо понимать, что после развала Советского Союза Россия фактически стала уязвима для западного капитала, и по этой причине сейчас руководство Российской Федерации избрало новый вектор движения. Новый вектор движения, и что касается того, что происходит сейчас, выпадет множество различных цепочек производственных. И я считаю, что Абхазия должна сосредоточиться на том, чтобы быть полезно, поддерживать Российскую Федерацию и в экономическом плане активно взаимодействовать по всем экономическим сферам жизнедеятельности нашего государства, поднимать производство максимально эффективно, то есть в это тяжелое время обезопасить себя и поддержать своего партнера Российскую Федерацию. Табуб, уже и например, Руслан Антайпа и насымю газадзриует. Руслан Антайпаин общебадит згифи ханвив башук сарза чамчира район члоа кытан. Згифи пчинвив башук сарза члоу пябжарат школ далгайт. Анаюса зарайцон аго пясахя тыхрат царай уртакна. Згифи пчинвив згифи пчинвив башук скорза а совета идгыла арра мадзура и хыйгайт. Згифи пчинвив бишук сарза далгайт апснат пяхюнткарат университет а педагогикат факультет. Уям тейнаркны яхянза апснаюнткара хазал храпейлагакна усиует. Юнызгифи башук скорза апснаджин чолапей башра а инвалидша регионал тхейла корабжгара аханпеве. Актив ладалахон абснаджинштулапей башра а инвалидшар фонда ичкара. Абснаджинштулапей башра а ветеран Яна Шоплеон и орден Тачароб видя апачадрабуб. Уштажу шуму. Зеку хатарзку хажлаш хазка. Харахторых яхнарбойт. Абсныбшза, абсныбзе, аншвихат пишез, шейшукса, есумша, ажлар. Есумша айбишра, есумша гакрака, хагана, айхабатша, хабдутша, рабдутша, ягана, харахна пишенардис. Магачка, харахам танаги, хацам хатуи, халшу зала, хаквапсит, хаквапхцит, хапсапхцит, хаджбан шапхцит, يا إيرحكي حرا يخا يا بوت يا حكرشنا الدنيا ينخو حجلر حرا حشل بشخو ما يبشراك ما درشا معناك حتر قلرسكي رجوشتو عدروي زحنا حرام تحملتم تنش أبستازاخ تنش طاخ تنش بسخة جام تحملتم حرز يحوزر ياشا حيجكا زم شيجكا يتجيه زراكون زوس كوي مزروب خبقة يرو مزروب أجلر خبقك
иацныҟәароуп, ицалароуп, идеологиас иҟаҵаны, идеологиас убри раԥхьаҟа џьара икылнагароуп. Ҳара хықәкыс иҳамоу, иахьа идеологиас иҳамоу ажәы, сара сахьахәаԥшуала, Урыстәылантәи Ҳауа Инвест программа аҟынӡа ҳнаӡандаз ҳаиқәԥаны мчыла ҳәа. Уи иаша гәышьоуп уажәы гәаал саргьы. Уажәы абра еидгылоу аҷкәынцәа иҟамгьы жәҩык ауаа ҳақәгылоуп абжьбатәи алхратә ҭыԥ еиднакылаз. Уаҵәы ҳуаӡәк рҟынтәи далышьхроуп аӡәы зегьы дреиӷьуп ҳәа нзыӡбахә рҳәаз апарламент аҟны уажәы имҩаԥысуа иҟоу афбатәи ааԥхьара апарламент аҟны зегьы иреиӷьуп ҳәа нзыӡбахә рҳәаз Алхас Џьынџьал. Убри даҳзыԥсахуама шәара, убри ауп са сызхәыцуа, ус биаанагоит зегьы гәшәаԥхьа. Иҭабуп шәаамҭа нҵәеит, абра шәекранқәа рҿы ижәбалоит сшәыҳәоит иахымгакәан шәаамҭа анынҵәалакгьы шәажәахә шәыркәшала мамзар ҳефир ицацәоит. Уажәы Амиран Какалиа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит. Какалиа Амиран Георги-иԥа диит аԥҵарамза иҩыжәаба зқьышәихан ҩыжәа еизашықәса рзы Ачамчыра араион Мықә ақыҭан. Зқьышәиԥшьынҩажәа абаашықәса рзы далгеит Мықәтәи абжьаратә школ. Зқьышәиԥшьынҩажәа ҩ-шықәса рзы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурых юрист факультет занааҭла азиндырра азшьара азиндырҩы. Далахәын Аԥсны Жәлар Џьынџьтәылатәи еибашьра деибашьуан Мрагыларатәи афронт абаталион Каскад агәыԥ аҟны. Дхәын ианашьоуп агәымшәаразы амедал. Зқьышәиԥшьынҩажәа хашықәса инаркны ԥшьынҩажәа хшықәсанӡа Ачамчыра араион Мықә ақыҭа хадас дыҟан. Уи ашьҭахь шықәсык Ачамчыра араион ахадар аҟны зиндырҩыс аус иуан. Зқьышәиԥшьынҩажәа фԥшьынҩажәа ашықәсқәа рзы Аҟәа араион ахадара ахада ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Анаҩс хышықәса Ареспублика Адыгеиа аҟны Урыстәылатәи афедерациа атәанчаратә фонд зиндырҩыс аус иуан. Ҩнызқьи акы шықәсазы Урыстәылатәи афедерациа ахада иҟны иҟоу аҳәынҭқарратә маҵзура Алада Кавказтәи академиа аҟны аҳәынҭқарратә муниципалтә напхгараҭара азанааҭ иоуит. Анаҩс Аҟәа ақалақь ахадара аҟны ауаажәлар аинформациа аимадареи рыҭаразы аҟәша напхгаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи ԥшьба, ҩнызқьи быжьба шықәсқәа рзы Ачамчыратәи араионтәи еизара ахԥатәи аԥхьара адепутатс далхын. Ҩнызқьи ҩба, ҩнызқьи фба шықәсқәа рзы ашәахтәқәа аизгақәа рминистрра аппарат аҟны азинтә ҟәша аиҳабыс дыҟан. Уи ашьҭахь ԥшьы шықәса Аҟәатәи ақалақьтәи еизара аԥшьбатәи аԥхьара адепутатс дыҟан. Абиуџьет политиказы акомиссиа дахантәаҩын. Ҩнызқьи фба, ҩнызқьи жәеиза шықәсқәа рзы аҳҭнықалақь ахадара азинтә зҵаарақәа рзы аспециалист хадас дыҟан. Аус иухьеит Аҟәа банк азиндырҩы иабжьгаҩыс. Иара убас Аԥсны аџьиа асоциалтәи аиқәыршәареи рминистр ихаҭыԥуаҩыс. Аԥсны аҳәынҭқарра асоциалтә гаԥзеи аџьа ахьчареи рзы афонд ахантәаҩыс. Ҩнызқьи жәа, ҩнызқьи зеиԥш шықәсқәа рзы Аԥсны аҳәынҭқарра ақыҭанхамҩа министрс дыҟан. Анаҩс ақыҭанхамҩазы аҳәынҭқарратәи еилакы хантәаҩыс. Ҩнызқьи жәиак шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа Аԥсни Урыстәылеи еицырзеиԥшу анаплакы ақыҭанхамҩа аинновациеи аҿиареи рцентр адиректор хада. Амиран Георги-иԥа, уажәы шәара шәаамҭоуп. Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар, ҳаҭыр зқәу алхыцәа, сара сцәажәараҿы конкретла исҳәарц сҭахуп. Абра сызнысыз амҩа инақәыршәаны Аҟәа ақалақь иҽҳалырхуеит. Нас аамҭа ҳамазар аурыс бызшәалагь сцәажәоит. Убри азыҳәан Аҟәа ақалақь аҭагылазаашьа иагу иабзоу иаҭаху ажәлар ишыдыруа еиԥш саргьы издыруеит. Имаҷымкәан аџьабаа дызбалахьеит. Аԥсны аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь Аҟәа аҭагылазаашьа, амҩақәа, алашарақәа, аӡымҩанызго ацәаҳәақәа убас егьырҭгьы ацхыраарҭа рҭахуп. Иҷыдоу апрограммала ҳацныҟәароуп уаҳа аҭагылазаашьа ҽакала иҳанаҳәаӡом. Аҩбатәи азҵаара иқәгылоу аҳәынҭқарраҿы асоциалтә политика, имҩаԥысуа асоциалтә политикаҿы азакәанқәа иҟоу реиҿагылара иахьа иаарласны иӡбатәу усуп. Ахԥатәи азҵаара зегь раԥхьаӡа иргылан иҟоу иааннакыло аҭыԥаҿы ауаҩы уаҵәы жәлар реизарахь мацара акәымкәаны иалархәу аҳәынҭқарра усаҿ инарго дшыҟоу ауаҩы иҭагылазаашьа дықәгылома, аҳәынҭқарра усбарҭақәа ишԥазгәарҭо, дышԥаҳбаратәу уаҵәтәи адепутат, мамзаргьы аҳәынҭқарра амаҵ азызуа, ажәлар рымаҵ зуа. Абарҭ еиуеиԥшымкәа арра рцара, ақыҭанхамҩа, аԥсуа бызшәа, адемографиа, убри аҿы
دار جيز شلون حنا حزنين سويس في سرقة بس يفشل السعر كوك خارج الله تحتقو إتابو بوجو كارشا بيسلان ينسمي حززريويد Карча Беслан Георгий Пад Йитра Фирамза Пшбазки Фихан Вивя Шуксарза, Зки Фипшини Вивох Шуксарза, Далгайт Аквапи Авиабат Пябжараб школ, Зки Фипшини Вивибиш Пшини Визейв Шукскорза, Апснарб Джарамчкоргана Аррай Хейгон, Юнески Виба Шуксарза, Далгайт Апснат Пяхунткарат университет, экономикат факультет, Ахасаб Иларгарат Хасаббари, Агуатари Азанатала. Вивя Шуксейнарзына Пшуаус Ивана Хунткарат Хучту спорт школакна, Астол Кятампл Азакацеви Хабыс, Юнески Пшба, Юнески Вих Шукскорза, Астол Пятампла Федерации Хабыха Тыповис. Юнески Виба, Юнески Вявшук Скорза, Ус Ивана Псна Джария спортер Ускорза, Ахюнткарат Бейлага, Азаната Закацею Хадас. Юнески Вявшук Сарзы Далги Тамбов Пяхюнткарат университет, Абаюртури Спорте Азанатала. Юнески Вявшук Сарзы Далха на Стол Пятампла Федерация Хадас. Дачахушук Сарышта Хаджария спортер Ускорза, Ахюнткарат Бейлага, Акт Пиха Тыповис. Яна Шопапсна спорт Азгаза Хюахез, Яроуба Сирии Хадзо, а категория Закацею. Тацароп, Видя Хочко Имуб. Беслан Георгий Па, Ожам Ташимуб. Зера Шумаз Хаважлар, Зера Шумаз Иза Зиги, Хахаста Глам Ташбот, Тарадза, Ахгом Хоускау, Бачима Зарауха, Ужай Башра, Украина Ихо, Хачкунча Гваяла Хуб, Урсачкунча Кесрымам Кайна Гижиртан Чуйхат, Ишааз Алаги, Абстазар Абхагайцут, Алхараква, Хазигизиги, Хаджи Бытана, Алхараква Гапахгаруп, Адунезик Хахахуб Швед, Уреза Хаталис Хозер, Сасгана Хала, Силшо, Сахшиш, Цара, Спыша Зигизиги, Зиспыт, Азаквана Абцара, Авайрухаша, Дунея Хаша, حبسنا حبس وجلي روخاشا زقان كوها بس بستها سقوي توب بس سنين سقالار ورус человек же как сход сахидот хучик. Что хочу сказать, мы сегодня стоим перед, как здесь было сказано, такими большими переменами. В этих больших переменах нам нужны законы. Законы, есть много законов, которые нужны, их надо реализовать. Есть, которые работают, им нужны поправки. Поэтому я также на русском скажу, что приложу все свои знания, усилия для того, чтобы разрабатывать законопроекты именно для народа, для интересов нашей страны, для того, чтобы наша страна жила в законном русле, именно по закону. Все, спасибо. И табу позже лагула от гури на семья хазадзриует. Лагула от гур Геннадий Пад, Йитам Шапым Завибижеский Фипшини Вябашук Сазы, Акалак Ташкент, Юнески Хубашук Сазы, Далки Тагу Пябшибат Пябжараб школу, Бряшук Санат Талит, Апснат Пяхунткарат университет, Атурахт факультет, Жларбжарапи Айза Казаша Кварзанатала. Юнески Вейзашук Сазы Талит, Урустула Адмыгапя Ускор министр Раяцанаква, а дипломатия от академия. Юнески Вяхашук Сазы, а магистр Юэдзари Йоид. Юнески Вяха, Юнески Випшук Скорза, Апснарбжарамчкорджа Арра Мадзура Дахысон. Уяштах Юешукса Айла Хура Айстер Гылара директор Хадасдыган. Юнески Вявшук Сейнаркна, Юнески Зейвшук Санза, Аус Иван Апснеймадара, а юрист Кушакна. Юнески Вявшук Сейнаркна, Яхя Вajранза, а Тыпанпи Ахала Напхкаратара Туспартакура Халхракурза, Аквапи Алхрат комиссия Аханпевис Дугуб. Тачарам. От Гурожи Ажишимуб. Зарашимас Хатрыску. Добрый вечер, дорогие друзья, избиратели, граждане. Я считаю, на нашем округе сегодня большая ответственность. Мы все-таки последние люди, последние кандидаты, которых увидят наши граждане перед выборами, которые состоятся завтра. И мне хотелось бы обратиться не только к жителям нашего округа, гражданам, а обратиться ко всем гражданам Абхазии. И у меня просьба подойти к выборам максимально ответственно. Мы сейчас живем в очень трудное время. Да, и, возможно, события, которые происходят на Украине, на нас отразятся в негативном ключе. И от того, какой будет парламент, будет зависеть наша с вами жизнь в следующие 5 лет. От того, насколько парламент наш будет смелый, насколько парламент наш будет интеллектуальный и насколько парламент наш будет волевой.
Я знаю, что на каждом округе есть люди, и даже не по нескольку кандидатов, которые способны отстаивать интересы государства, способны отстаивать интересы граждан. И еще раз хотелось бы обратиться к нашим гражданам, голосовать и умом, и сердцем, потому что чем сейчас огромная ответственность на нас всех. Я говорю, я тоже избиратель, и я тоже постараюсь ответственно подойти к этим выборам. И я считаю, и на нашем округе очень много человек, которые способны отстаивать интересы нашего народа и государства в эти сложные времена. И нам будет лучше, если мы будем голосовать не по просьбе, и не потому, что нам во дворе там сделали лампочку или засыпали щебенку. Нам нужно голосовать людей, которые на самом деле будут защищать наши интересы. Спасибо. И табу божет мэр рекуа минасми хазазривает. Рекуа Тимыр Ривази Падит Пхангум Забаз Кишипшин Юфбашук Саза Акалакяква. Обжарат Псарайо и тако пякпи обжарат в школах на Юнески Юфбашук Сарзы Далгит Апсухунт Карат университет, а экономикат факультет, а Милат экономика за специалист Яхасабала. Юнески Юфбашук Скорза, а Рамадзура да Хысит Апснар Бджермчко Ирту Хахчерат Мадзураджа. Юнески Юфбашук Скорза, а Царайцун Италия. Пизат Пяхунт Карат университетах на Айба Пявет Заразмо, а магистр Хадалгит административ на Пхгара Азанатала. Юнески Вяю Шуксейнерк на Юнески Вяха Шуксан за Усиюан, Апснатпи а телекоммуникация Туилахура, а Мобайла Джеракуша специалисты и Хабас. Юнески Вип Шуксейнерк на Юнески Вя Шуксан за Апснадмыха Пяускор министра Латин Америки и Азия Океан Тынча регионы Рукша референт. Юнески Вях Шуксейнерк на Юнески Вяв Шуксан за Боливариан Пе Республика Венесуэла и Апснахунткара Цхараферта Акпя Мазадухгаю. Юнески Вя Шуксейнерк на Яхаважран за Вajlара Пейшкара Адунейзик Пи Апсуа база Конгресса Ханпеви аппарата специалист хада. Айла Зара GC консалтинг Газбхагуата Ракуша специалист хада. Яробас обстадмыга Пяускор министра Анапанцачеда Козерто Ацхаравхю. Азанат дыра Айзер Харадахыси туристула адмыга Пяускор министр Рияту, а дипломатия от академияча Аханер Чаусура Чазыкацара, а консул Пыззараку Адемала. Дрылахуна Ахыц Кавказа Тынчра Атыфюнпала Рирзе и Вивя Батвей Жларбжарапи Женева Пяич Чавераку. Тимыр Ривази Пау Жошера Шамтоп. Хлопзеку хатырску хахопштве, хлопзеку хатырску кандидатшве, хлопзеку хатырску абсут или хопшра усючезиги. Рабхазин аргылан итабуб харас харстахуб абсут или хопшра усючезиги. Избан зарери алхра корчу рхо аладурхван фиви вивяха кандидатш. Ари дара зирачоп харахзу шарибзену Шусура азнейшие бзураны, а кандидат физиги Рыман ейқараз алшараква ргуанагар хорхарца захана. Дараз и табуб джабазы, и табуб хази кахефичхаз. Яхахара ивадаю ам тахнысвейт. Вила рейзара ачыц айлатпара, ачапхит фирцвейт, авадевра корачвана. Яхадашам так эйпшумква, Ятахуп Апсна Юныцкатби, Ядныкатби, Азараква Рыцбара. Сара Сбстазара Зиги Збон Апсна Юныцкатби, кризисква. А политика харахныла сыласы яхылчауит айча гылараква. Абризиги хари шахбузи хасхайт. Яхахара хюнткарра, а политика Пстазара Арчаразу, яхат гылуит, абипарачац. Ава Рыполитика хопширала не юзим шобипара. Алцфебзия козмо, а узко рымя пгаре зихьобипара. Скуяна гойт ари эфир яхай тагдзено, яхай нартбан и взей тасхойт. Хнапызлуко узко яха программой. Зигир зехиз шойт хадибатква, алцфебзия куамана имя пысырц. Табу. И табу божу зух балаш Анатолий Пайнасами хазазривает. Зух Балаша Анатолий Па Диит Жернухам Зайжихпа Зкивши Ханивиш Башуксазы Апснытый АССР Аква Акалак Зкивши Пшинивиш Башуксарзы Далгит Лакоба Ехид Зху Ажабатби Абжарат школ Яраубряшуксант Талит Апснытый Ахунткарат университет Атурых Зиндеррат факультет Атурых Дырю и Заанат Ала Дагялгит Зкивши Пшинивиш Башуксарзы
зкившипщини жибижба, зкившипщини жибижба бяшукскурзы, а совет ар, а стратегия цегызму, а ракетат архутачы, аррат уалпща и хыгит. Зкившипщини жижая, пщини жижаха шукскурзы, далахун абснаджинчтылат и башра. Яна щуп, Леон и орден. Зкившипщини жижипщ, зкившипщини жижибиш шукскурзы, Москватпи афирма интерачы, а усиван наплаквис. Зкившипщини жижибиш шуксерзы, а усура далагуит, а ахотпи ататынт фабрика, а алыцкацартат хута айхабыс. Зкившипщини жизеж, юнызки башукскурзы, хадас даман, а ахотпи ататын фабрика. Юнискив башуксерзы талуит урыстпыла ахунткарра шартадара федерал усбарта яту Москваты ахахчерат институт азиндырю изанат ала. Дегалгуит юниски жаба шуксерзы. Яна шуп ахпатпе класс а юрист ичин. Юниски жав шуксерзы эйджикайт апсна ветеранши ачари редглазахдзу а республикат уажларат эйчкара. Дта чароп юича апача драбу. Лаш Анатолий Па, уже Амташемуб. Здравствуйте, дорогие избиратели, здравствуйте, дорогие граждане, здравствуйте, гости студии. Сегодня мы все кандидаты в депутаты, и вы, наши дорогие зрители, которые смотрят на нас, оцениваете и делаете свой выбор. Хотел бы я сказать и начать свое выступление с того, что мы наблюдаем, какое сложное время сейчас, в принципе, все последние годы, но и в данный период особенно, мы находимся, какие угрозы, какие серьезные события разворачиваются вокруг. Мы все знаем о событиях на Украине, как эти события могут отразиться на нас, на нашей жизни. Мы все знаем о том, какова наша внутриполитическая ситуация, о том, какой серьезный политический кризис и раскол в обществе у нас в стране. Мы все знаем про те очень важные вопросы, которые выходят и вышли уже на передний план нашей внутренней политики, такие как продажа недвижимости, кризис в энергетике, вопросы, связанные с нашим суверенитетом, и что все эти вопросы, можно сказать, судьбоносные вопросы, придется решать новому созыву парламента. Хотел бы чуть-чуть немножко пошире сказать вот несколько слов по этим вопросам, но надеюсь, у нас в процессе этой передачи, в процессе этого эфира будет возможность еще более углубленно поговорить. Это всего лишь вступительная речь, так что я вынужден буду, так как время мое заканчивается, на этом закруглиться пока на данный момент и сказать вам большое спасибо за внимание. Итабуб, хатырскуа телехопшца, сарейшкуала сыршует, а зара кушимазар, абриишбо, а почтах яшвиш тырцшулшует. Яраубас, кандидат шарук гылара, иш яшует эфира, лаша хопширцшулшует, апсо телехопшра, социал платформа козагирджи. Хара хайсует, анаюстпе ахтахе, акуала пито зара кухпа, ртак порыкадзарах. Шуачк шайна зара кутаганы сыштар, сыш запхует. Сколько мне надо вытащить? 3 вопроса. 3 вопроса, да? 3 билета. 3 билета. Все, я как будто бы в университет вернулся. Все, я свободен? Да. Философия из зелом кауш холозер бурсфилаги сапхи. Шерашгуана гарала ярбан хасаб кухтыла днукапия политика за абхекой яхей избату. В чем вы видите стратегические и текущие задачи внешней политики нашей страны? Она испезара. А социал пхаквах вавилараджи тыпсианркалуй. Как вы оцениваете роль социальных сетей в нашем обществе? Она испезара. А хюнткара и канацаракой агобзирах чараю зара аштахри. Хтылава аргобзирах чары. Апснантыц ачухуштра и сорхабхядзара айстрирза. В чем должен заключаться алгоритм основных действий государства в области здравоохранения, чтобы улучшить качество охраны здоровья наших граждан и минимизировать необходимость лечения за пределами Абхазии? Абас Якупа Зараква, Яла года. Атака Хацара. Здорово. Как ты старый арбон?
Актәи азҵаара аҳәынҭқар иҟанаҵ актәи асоциалтә ҳақәа ҳуаажәлар аҿы ҭыԥс иааныркылои, насгьы шәара шәгәаанагарала иарбан ҳасабтәқәа ҳтәыла адәныҟатәи аполитикаҿы аԥхьаҟа иахьеи избатәу? Стратегические текущие задачи внешней политики нашей страны. Аԥсны аҳәынҭқарра адәныҟатәи русқәа сгәаанагарала иҳаӡбароуп аҳәынҭқарра иадҳәало аусбарҭақәа зегьы ҳаицҿакны Урыстәыла Федерациа ҳазханаҵеит ҩнызқьи абашықәса рзыҳәаны. Уи имоу егьырҭ аҳәынҭқаррақәагьы ҳазхаҵара иаҿуп. Уажәааигәа Лугансктәи, Донецктәи ишьақәдырӷәӷәаз ҳаргьы аԥсуа аҳәынҭқарра азхаҵара ҟаҳҵан, даргьы ҳазхарҵеит. Убри азыҳәаны ари аус аҿы даараӡа аихәаԥшра, аихаҵгылара аҭахны. Ҳаргьы азхаҳҵахьеит иахьынӡаздыруа. Усоуп ишыҟоу. Аҳәынҭқарра, Аԥсны аҳәынҭқарра адәныҟатәигьы аҩныҵҟатәи аполитика ҟазҵо аконституциа ишаҳәо ала аҳәынҭқарра ахада иоуп. Аиқәшаҳаҭрақәа иҳадаҳкылом. Аратификациа аныҟарҵо аамҭа азыҳәаны иҟоуп абарҭ рҩызцәа аиқәшаҳаҭрақәа ианаҵарыҩлак ажәлар реизара апарламент аҿы убраҟа ишьақәдырӷәӷәоуп. Иахьа аҭагылазаашьа шыҟоу адунеиаҿ ҳахьахәаԥшуа Урыстәылеи аҳәынҭқарреи Украина аҳәынҭқарреи рыбжьалаз аҭагылазаашьа даараӡа ирыцҳаушьаша усуп. Аԥсуа аҳәынҭқарреи аԥсуа жәлари аурыс ҳәынҭқар ҳаидгылароуп. Избанзар аурыс ҳәынҭқар иахьа ҳара ҳаҩныҵҟатәи азҵаарақәа рзы ацхыраара имаҷӡамкәан иҳаиҭоуп. Ҳара ҳсоциалтә политикаҿы иуеиԥшым аҳәынҭқарратә усбарҭақәаҿы атәылахьча министр инаркыдкылан, Министерство внутренних дел, аҳәынҭқарратә ус гәабзиарахьчара министр инаркыдкылан, ацхырааӡа иӷәӷәаӡаны иҳарҭоуп. Убри азыҳәаны раԥхьа иӡыргылан иахьатәи аҳәынҭқарра ахадарагьы иара аконституциа ишаҳәо ала Аԥсны аҳәынҭқарра ахадас иҟоу апрезидент иоуп. Сара усазҵаауазар апрезидент ҳәынҭқарраны, апрезидент дыӷәӷәаны Аԥсны дыҟазароуп, алидер дамазароуп амилаҭ аҳәынҭқарра. Убри аҳәынҭқарра аԥхьа игалароуп егьырҭ азаконтәҵаратә орган иреиҳау ҳәа иҟоу жәлар реизара апарламентгьы, иара аправительство, исполнительная власть ҳәа изышьҭоугьы, асудебная власть, абарҭ ахԥагьы аҳәынҭқарра ахада апрезидент иман ԥхьаҟа дцалароуп. Иааркьаҿны абри исҳәоз зегьы еизакны уалацәажәозар, ҳара аҳәынҭқарра дуӡӡа аурыс ҳәынҭқар ҳазхарҵеит. Убри азыҳәан азҵаарақәа зегьы убри ижәҩахыр ҳҽамаданы егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рахь ҳцәырҵроуп. Ара еиуеиԥшым аҷкәынцәа рҭоурых рнысымҩан сеиздыруеит, сахәаԥшит. Ҳара убризы аҭагылазаашьа ҳауеит. Ҳара ҳазшеихар, ҳамра гылартә иҟаҳҵарҭоушь аԥсуаа. Егьырҭ аҳәынҭқаррақәагьы ҳазхарҵоуп. Урҭ ицароуп аҿар, уаҵәтәи ааиуа ҵара змоу, дышԥаҟаз акәу уаҵәтәи аполитик, ажәлар рымаҵ зуа ауаҩы, имазароуп аҵара раԥхьаӡа иргыланы, дааӡазароуп аԥсуала, имазароуп аԥсуа хаҵа игәаӷь, иԥсуара каимыжьроуп, аҭаацәа рҟынтәи алгәы ԥҟәыхш инаҭаз абри убыс идоуҳа дузароуп, ипатриотизм мышкызны инарцәны мҩаданықәырҵо убрахь ицҭеигалароуп ишьҭахь аиуагьы. Убыс еиԥш иҟазароуп ҳаҳәынҭқарра, убыс иҟазароуп ҳадәныҟатәи аус. Сара убыс агәра ганы сыҟоуп. Аԥсуа ҳәынҭқарра зқьы шықәсала даараӡа агәаҟра дуӡӡа илҵны иааит. Ус аламала аҳәынҭқарра ус аӡбара мариаӡам, укыднаҟьароуп, џьара ухәмарроуп, џьара угәырӷьароуп, џьара алаӷырӡ кауҭәароуп, ианамухӡагь ашьа кауҭәароуп. Ус еиԥш ҳмилаҭ иҟарҵеит. Убри азыҳәаны амилаҭ иҷынҷны еибафо, амилаҭ еилыӡаауа иқәӡаауа аҳәынҭқарратә ҳәан уи сара сакәӡам исҳәаз. Ус иҟалеит аимпериақәа ирыххьеит. Убри азыҳәан раԥхьаӡа иргыланы ҳара ҳҳәынҭқарратәын милаҭқәа рҿы еиуеиԥшым ахырхарҭақәа ҿыкыдҟа абарҭ аԥсуа ҳәынҭқарра иахылҵшьҭроуп, аԥсуа ҳәынҭқарра ԥхьаҟа изгоруп ҳәан
абас ԥшаҭагылаз ашьаҟа ҵатәуп ҳәа сгәы иаанагон. Убри аамҭазыҳәан еидкыло ихадароу амилаҭтә идеологиа дуӡӡа ҟаҵатәуп. Ҳара еимаҳкәа еиҵаҳкәа ҳәа акагь ҳамаӡам. Аидеологиа захьӡои? Ҳаԥсуара. Аԥсуаа убыс ажәаԥҟаны ирымоуп. Жәлал еибакыз амилаҭ аҳәынҭқарра зыргылаӡом. Изыҟои ари алхрақәа? Аԥсуаа мацара роума изхәыцыз ари? Мап. Аҳәынҭқарра дуӡӡақәа ирхәыцхьеит. Еилаҳаз аҳәынҭқаррагьы ирхәыцхьан убри. Ишԥаҟоу ҳара ҳфилософиа, ҳхәыцшьа, ишԥадаҳкыло ҳара ҳҳәынҭқарра? Аҳәынҭқарра ргылара астатистика ишаҳәо ала хышә-шықәсаны ираҳаны иаҭахуп. Ҳара ҩнызқьи аабашықәса раахыс ҳазхаҵаны абас ҳгәаҟуа, ҳамҩақәа кын, ҳҳәаақәа ҿаҳәоуп, ҳхәыцрақәа еиқәҳалан, Ҭырқәтәыла ҳашьҭахәы шәнызқьы икынхоит, урҭ рырхынҳәа шԥааҳҵо? Уи инхо уи даԥсуоуп рҳәеит аҭырқәцәа. Ҳара ара данааи даҭырқәоуп ҳҳәеит. Ус ахәыцра зҳамои ҳара? Иадгалатәи абарҭ зегьы еилаҵаны аԥсҭазаараҿы аҳәынҭқарратә абриоуп аҳәаанырцәтәи адәныҟатәи ҳполитика ӷәӷәаӡа иҟоу. Ас имаҷны иҟаӡамызт Аԥсны аҳәынҭқарраҿы. Адемографиа политика рӷәӷәатәуп. Убри ҟауҵарц азыҳәаны иҳамоума ҳара амал, мамзаргьы иҳамоума аԥара, ауаҩы дырхынҳәны дааго, уигьы хҵәарак изаҩызоуп, салгоит ушьҭа, хҵәарак изаҩызоуп, убри азыҳәан ҳазааҵаны. Ауа ҭынхап изаҳәаз анхараҿы ҳаицынхартә еиԥш иҟаҵоуп. Амала ҷыдас иаахыркәшан исҳәарц исҭаху убриоуп. Насгьы хәыҷык ҳшәырцәажәозар акәхап. Абыржәы алхрақәа ицо, ԥыҭҩык ирҳәоит ҳаԥсуа рыӡбоит, ҳаԥсуа бызшәаӡуеит, егьиуеит ҳәа ицәажәо ыҟоуп. Убыс еиԥш аҷкәынцәа бзиақәа аҿарацәа цәырнагеит. Абарҭ амҩа бзиақәларц сҭахуп сара аԥсҭазаара. Убыс еиԥш иҟоуп Саҭамыз шәаамҭа нҵәеит, егьырҭ азҵаарақәа рҭак аҟаҵара шәахьымӡаӡеит, анаҩс егьырҭ акандидатцәа рахь ҳаиасып. Азҵаара аҭак Темыр Иваз-иԥа шәара ишәҳәа. На мой взгляд, Республика Абхазия – это социально ориентированная, начну с социального вопроса, социально ориентированная республика. Каждый человек, его права и свободы – это наивысшая ценность нашей республики. Вообще, чтобы вообще говорить о таких вот важных вопросах, которые касаются каждого жителя нашей республики, давайте на минутку посмотрим на Абхазию со стороны. Мы одна большая семья, один народ, живем на этой прекрасной земле, и мы должны все вопросы наши решать вместе, сообща. Для этого в первую очередь нам надо задать себе главный вопрос: куда мы идем? То есть в каком направлении развивается страна и в каком направлении мы хотим развивать нашу страну. Для этого ответа на вопрос надо собрать лучшие умы Абхазии, лучших специалистов, независимо от политических взглядов, и пригласить российских специалистов, зарубежных специалистов, и совместно, всем вместе, естественно, написать программу развития государства. Сегодня мы можем доставать вопросы, отвечать, высказывать свое мнение по этим вопросам, предлагать какие-то пути решения этих вопросов, проблем. Но на сегодня, если взять, у нас почти в каждом направлении, в каждой отрасли есть определенные вопросы, определенные проблемы и определенные сложности. То есть мы пытаемся решить точечно именно эти вопросы. На мой взгляд, нам надо не по одному вопросу, а все вопросы разом достать из урны, условно говоря, не только с урны, а вообще все вопросы. И на основе этого написать общую программу развития страны. То есть эти вопросы надо решать комплексно. Что касается здравоохранения, внешней политики, спорта, культуры, образования, у нас в каждом направлении есть сложности. Сегодня нам сложно говорить, что будет через год, через 2, через 3, потому что у нас нет определенного плана действий. Например, если мы строим дом,
Мы же не можем там просто начать строить дом. То есть нам нужен план действий, нам надо пригласить специалистов, архитекторов, дизайнеров, электриков. Совместно садимся, делаем план и начинаем работать. Соответственно, чтобы выстроить эффективную экономику в стране, хорошее образование, то есть нам надо сесть и написать программу развития нашей страны. На мой взгляд, это самое эффективное и единственное решение всех наших проблем, где будет пошагово расписано, поэтапно. На данный момент же тоже сейчас действует программа экономического развития до 2025 года. Да, я читал, да, я ознакомлен с этой программой. На мой взгляд, я как раз к этому тоже хотел прийти, самое главное вот в написании этой программы и в ходе реализации этой программы — это открытость и диалог с обществом. То есть люди должны видеть и знать, что То есть люди должны принимать участие, получается, по вашему мнению? Нет, об этом должны говорить и обсуждать. То есть люди должны четко видеть, что через 2 дня, через 2 года, через 3 года, через 10 лет в каком мы состоянии будем, где мы будем находиться. То есть и главное выбрать здесь приоритетные направления. Допустим, на сегодняшний день это энергетика. Там, о каком развитии, там, не знаю, образования, там, спорта, науки может идти речь, если у нас в энергетике такая проблема. То есть мы говорим об инвесторах. Какой инвестор будет вкладываться в страну, где в 5 раз в день выключают свет? Как могут дети в школах учиться, если у них выключают свет, они в холоде сидят? Или в спортзалах? То есть есть определенные вопросы, которые надо переложить в программу, выбрать приоритетные направления, которым всем вместе будем решать эти вопросы. Назначить ответственных, исполняющих, сроки работы. То есть определить первоочередные задачи. Конечно. Да? То есть, более того, на мой взгляд, этот процесс, он как раз-таки будет способствовать объединению общества. Потому что когда каждый житель видит свое непосредственное участие в этой программе, он знает, что через 2-3 года будет вот такое развитие, через 2 года, если идти по этой программе, у нас там свет не 5 раз в день будет выключать, а 1 раз. То есть, и инвестор тоже это видит. И когда видим, что мы поэтапно решаем все вопросы, то есть здесь возникает, скажем так, доверие у населения. А если возникает доверие у населения, возникает эффективность власти в целом. То есть, и я более чем уверен, что реализация этой программы и написание этой программы мы можем благодаря собственными финансовыми средствами. На сегодняшний день мы знаем, что бюджет составляет 9 миллиардов 530 миллионов, если не ошибаюсь. Вот, и из них половина — это финансовая помощь Российской Федерации. Так вот, когда мы будем прописывать план, мы все знаем, что сегодня в тени находится около 70% вообще финансов республики нашей, по неофициальным подсчетам. То есть для того, чтобы реализовывать эти все идеи, надо выбрать приоритетные направления. Это энергетика и наш бюджет. И потом пошагово уже решать и вопрос здравоохранения, и вопрос спорта, и вопрос внешней политики. То есть нужна общая программа развития страны. Потому что комплексно надо решать эти вопросы. По отдельности решать, 30 лет мы решаем вопросы по отдельности, точечно, но на сегодняшний день ни один человек не может сказать, через 10 лет где мы будем. Тем более мы все видим, как наш мир меняется в целом, насколько наш мир хрупок. Вот. Мы еще больше осознаем, что именно в таких условиях нам надо прописывать такие программы. Всем вместе садиться и начинать реализовывать эти программы. Потому что это будет гораздо, как вам объяснить, легче, если через 5 лет будет новое руководство, новый парламент, новые министры, у него уже готовая инструкция работы, у него уже готовая, скажем так, дорожная карта того, что ему и как делать. То есть ему не надо будет тратить ни сил, ни энергии для того, чтобы создавать что-то новое. То есть, это и я что хочу сказать, мы привыкли так работать, мы так работаем, и поэтому, идя в парламент, мы как раз-таки написали эту программу, это первый шаг, она как раз-таки социально ориентирована, и эта программа должна, на мой взгляд, превратиться из 30 страниц в 600 страниц, в 1000 страниц, это должно стать доктриной развития государства, чтобы каждый человек, каждое ведомство видело четко свое участие в этой программе, чтобы мы четко понимали, куда мы идем
и для чего мы идем, и в какую сторону мы развиваемся. Да. Благодарю, ваше время подошло к концу. Спасибо. Адгур Геннадьевич, может быть, вы продолжите. Спасибо. Так, я правильно понял, у нас 3 вопроса: социалка, внешняя политика и социальные сети. Так? Да, социальные сети, здравоохранение и внешняя политика, стратегические и текущие задачи внешней политики страны. Вот в чем вы видите. Давайте я начну постараюсь сказать в более широком контексте, не только здравоохранение, а вообще за наше, так скажем, социальное положение сегодня государства. Я считаю, что сегодня наше государство не социальное, к большому моему сожалению. Мы много говорим о политических преобразованиях в Абхазии. Комиссию мы создали при президенте, сейчас разрабатывают изменения в Конституцию. Но мы мало говорим об изменении экономической системы. По нашим оценкам, наша сегодняшняя экономическая система – это система гиперкапиталистическая. И мы сегодня создали общество гиперпотребления. Я считаю, что те смыслы, которые генерирует общество потребления, капиталистическое общество, оно противоречит базовым понятиям о справедливости и традициям абхазского народа. И мне кажется, во многом сегодняшняя наша ситуация, и политическая ситуация, и в обществе какие настроения, они в том числе находятся под влиянием системы, которая нам, абхазам, не подходит. И мы должны, я считаю, в наш общественно-политический дискурс внести разговор об изменении экономической системы в том числе. То есть если мы просто поменяем политическую систему, но не тронем экономическую систему, возможно мы получим обратный эффект. И даже то, что у нас сегодня работает, завтра вообще перестанет работать. Поэтому мы должны в комплексе рассматривать изменения общественные и политические, и экономические тоже. Что касается внешней политики. Очевидно, что сейчас происходит военный конфликт в Украине, и мы уже на себе последствия чувствуем этого, уже цены поднялись, и я думаю, это только начало, и по многим оценкам и в России ожидается поднятие цен. У нас, я думаю, и на следующей неделе опять будет поднятие цен. То есть, если говорить коротко, внешняя политика влияет на внутреннюю политику. Если у нас были годы, так скажем, спокойствия, да, и внешняя политика из нашего общественного дискурса выпала, то сегодня очевидно, что эти вопросы важны. И какие я вижу основные направления работы внешней политики? Это в первую очередь Абхазия должна получить доступ к международным финансовым институтам и доступ к современным технологиям. Уже понятно, что ни одно государство не сможет развиваться, не имея доступ ни к финансам, ни к современным технологиям. То есть эти вещи настолько очевидны, и в этом направлении, я считаю, наше государство должно работать. Помимо этого, я с большим, так скажем, воодушевлением услышал новость, что наше внешнеполитическое ведомство обратилось в ООН о предоставлении Абхазии статуса наблюдателя. Я считаю, это очень правильный шаг, мы его должны были сделать раньше. И я скажу, что я сам дипломат по образованию. И моя мечта, чтобы один прекрасный день мы включили телевизор и увидели не кандидатов на экране, а увидели нашего с вами гражданина, который выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Я считаю, это будет величайший день в истории абхазского народа. Что касается, я постараюсь коротко на все вопросы ответить, что касается социальных сетей. У нас в обществе очень много обсуждают о негативных, так скажем, о негативном влиянии социальных сетей на наше общество, но и много разговоров о том, что социальные сети надо запрещать. Я считаю, что такой запретительный подход, он не совсем верен. Мы живем в современном, сегодня 21 век, весь мир пользуется социальными сетями. Я благодаря социальным сетям познакомился с огромным количеством людей, хороших людей, которые меня чем-то обогатили, с которыми я делюсь какими-то знаниями. И интернет это, я считаю, одно из величайших достижений человечества. Его можно использовать и во вред людям, да, как вот у нас, к сожалению, появилось такое негативное явление, как анонимная культура. Да, это тоже, да, это негативное проявление интернета. Но если говорить о позитивных проявлениях интернета, то есть у нас, вот в моем телефоне сегодня все достижения человечества. Все абсолютно. Это вот та знаменитая Вавилонская библиотека, о которой писал Борхес. То есть интернет это отражение нас самих. Если ты плохой человек, если ты злой человек, ты будешь интернет использовать во вред людям. Если ты любишь свой народ, любишь свою страну, ты будешь во благо использовать интернет.
И в этом контексте говорить о запрете социальных сетей я считаю неверным. Но здесь не говорится о запрете. Да, я просто свое мнение... Я говорю о месте в нашем обществе, о месте социальных сетей. Я считаю, оно огромное место сегодня занимает, не только у нас, это тенденция, то есть мы все-таки в этом плане, мы в 21 веке находимся так же, как и весь мир. Но об одной социальной сети все-таки мне хотелось бы сказать, которую я считаю негативно на нас влияет, это сеть TikTok, знаменитая. Я из интереса посмотрел, зарегистрировался в TikTok, просто посмотреть. Это ужас, что там показывает то, что смотрят наши дети. И я заинтересовался этой сетью, как она работает, вообще, что она из себя представляет. И вот буквально недавно я узнал одну интересную вещь. Оказывается, TikTok это китайская сеть. То есть по всему миру миллиарды людей пользуются, но ее головной офис и политику TikTok определяют в Китае. И что выяснили? У ТикТока в Китае и во всем остальном мире действуют разные алгоритмы. То есть, если я здесь в Абхазии открываю ТикТок, мне попадаются всякие идиотские видео. А в Китае дети открывают ТикТок, и у них появляются образовательные видео. То есть, я считаю, эта сеть вредоносная, и мы должны продумать момент, как оградить наших детей от ТикТока, который на самом деле негативно влияет. Спасибо. Да. Как вы оцениваете роль социальных сетей в нашем обществе? В чем вы видите стратегические текущие задачи внешней политики нашей страны и вот о здравоохранении, чтобы наши люди не ездили за границу получать лечение? Я считаю, что это средство человеческой коммуникации. И, да, конечно, есть у нас, к сожалению, культура анонимов, но тем не менее в социальных сетях люди знакомятся друг с другом. Там есть место для благотворительности. Там есть очень много хорошего. Я, например, активный пользователь Фейсбука, даже занимаюсь в Фейсбуке, правда, исключительно политикой или там общественной какой-то деятельностью. Все это отражение находится в социальных сетях. В принципе, отношусь я к социальным сетям, считаю, что это как средство человеческой коммуникации положительно. Не хотел бы углубляться в этот вопрос, не считаю его таким значимым. И, в принципе, свое отношение к этому я выразил. Касательно, вот что я вижу стратегическим с точки зрения нашей внешней политики, для этого надо определить, наверное, какие задачи являются основные перед нашим государством для того, чтобы определять его главные стратегические задачи. Мы все знаем, что наша независимость, вообще наше государство сформировалось после Отечественной войны народа Абхазии. Война эта была с нашим соседним государством на сегодняшний день, с той страной, с которой мы находились в составе единого Советского Союза. И по сегодняшний день у нас с этой страной нету мира, нету согласия. И, конечно, я вижу главной задачей это достижение мира и взаимопонимания с Грузией, что очень сильно мешает развитию нашего абхазского государства, что мешает развитию как политическому, так и экономическому. И поэтому мы должны, и благодаря из-за того, что эта задача не решена, на нас оказывает давление практически, можно сказать, весь земной шар. Нас не признают на уровне ООН, нас не признают большинство стран мира. Первой нашу страну признала Россия, наш стратегический партнер, наш союзник, гарант нашей безопасности, который сегодня, мы сами знаем, какая ситуация у России в связи практически с боевыми действиями на Украине. И мы всячески стараемся оказать нашему стратегическому партнеру, другу, не побоюсь этого слова, брату, подставить дружеское, братское плечо. Возвращаясь все-таки к этому вопросу, конечно, стратегическая задача, я вижу в первую очередь, это мир с Грузией, заключение мира с Грузией и, конечно же, признание Абхазии на уровне ООН, на уровне земного шара. Естественно, после того, как эти задачи будут решены,
взаимодействуя со всеми странами мира, развивать нашу экономику для того, чтобы наша страна, наш народ нашей страны могли динамично развиваться. Касательно медицины, конечно, это очень тяжелый и обостренный вопрос в нашей стране. Вот я ветеран войны, у меня множественные ранения, в принципе, и не надо даже иметь какие-то множественные ранения, чтобы понимать, насколько важна роль медицины в жизни любого человека. Зачастую, в силу того, что я не могу получить здесь, в Апсне, высокотехнологичную медицинскую помощь, мне приходится выезжать за пределы нашей страны. Конечно, это проблематично, связано со многими проблемами, и возникает вопрос, почему мы это должны делать, куда-то уезжать. Многие наши граждане, мы знаем, что получают медицинскую помощь в соседней Грузии, и опять же, их нельзя в этом упрекнуть, потому что они туда обращаются, потому что они не могут получить качественную медицинскую помощь здесь, в Апсне. Мы также знаем, что медицинская помощь в Абхазии, хоть официально и является бесплатной, но в реальной жизни она таковой не является. Конечно, это все ложится тяжким бременем на жизнь наших граждан, на нашей с вами жизни. Ну, для того, чтобы медицина была качественной, конечно, не надо тут быть 7 пядей во лбу. Понятно, что нужно финансирование. И нужно уделять больше внимания, больше тратить денег. Но тут же становится вопрос, откуда изыскивать эти деньги, где брать эти средства. Как раз таки я считаю, что медицина, как и любой другой вопрос в жизнедеятельности государства, нету никакой политики без экономики. Экономика без политики быть может. Но если в стране нету экономики, соответственно, не может быть не только развития медицины, не может быть развития практически ни по каким направлениям, включая даже те, которые я обозначал в своей вступительной речи, когда вел речь о наших злободневных проблемах, которые связаны с энергетикой, с продажей недвижимости, вообще со всеми аспектами жизни, деятельности наших людей и нашего государства. Развитие экономики, именно в этом я вижу развитие медицины, потому что если мы не будем тратить на это средства, денег, соответственно, мы качественную медицину в стране получить просто-напросто не сможем. Надеюсь, что я ответил на все 3 вопроса, учитывая, что мы немножко ограничены во времени. Благодарю вас за внимание. Что хочу сказать. Социальные сети, если говорить, там много позитива, само собой, много информации, много негатива. Я что хочу сказать. Сегодня у нас в социальных сетях информация доступна от рождения до преклонного возраста всем. И очень нехорошая информация тоже. Как-то привлечь специалистов, чтобы блокировать именно какие-то направления, если это возможно. Я сейчас только не разбираюсь в этих тонкостях, но я думаю, что это возможно это сделать. И социальные сети еще для чего хороши? Вот у меня детишки, 2 дочки. Я абхазские мультики им включаю в телефоне абхазский язык, абазины наши мультики на абхазском языке, почти похожий язык. И эти им показываю, там образовательные мультики. На самом деле очень много и позитива, и негатива. Но главное, я думаю, социальные сети для нас, это реклама. Для нашей маленькой страны, которая не признана, это реклама. Мы вот очень слабо в этом направлении работаем. Наши соседи, я думаю, нас опережают. У нас, как можно сказать, идет информационная война. Там у них какие-то новые виды на нас, новые названия. Абхазия это отдельный, Апсуа это отдельный. Когда смотришь бред,
но они так говорят. Очень убедительно. Убедительно, да? И сами в это верить начинают. И они это своим поколением вот через соцсети. Но они так и растят детей, убеждая их в том, что Абхазия это Грузия. Ну, получается, что мы противовес ничего не делаем. Вот сейчас в Министерстве иностранных дел я слышал, площадку создали для информационной, можно сказать, той же войны информационной. Вот я думаю, надеюсь, что они соберут специалистов, историков, которые будут целенаправленно работать на то, чтобы рекламировать нашу Абхазию, показывать позитивные вещи, что у нас есть наш быт, нашу культуру. Ну, очень много положительного, что можно в соцсетях найти. Я думаю, это неплохое направление. Плавно перехожу ко второму вопросу вот о нашей глобальной позиции в Абхазии. Да? Что мы глобально видим в будущем? Что мы можем в будущем видеть, когда у нас здесь внутри сегодня митинг, завтра другие собираются, третий день опять какие-то забастовки, голодовки. В такой ситуации, в такой обстановке, как можно созидать? Как можно реализовывать вот эти программы, которые говорили до этого? Они на бумаге так и остаются. Потому что это поэтапно ты эту программу выполняешь, хочешь выполнить. Это все очень сложно. Я вот по своему направлению знаю, это нужны колоссальные усилия, чтобы что-то реализовать, потому что мы, можно сказать, с нуля начинаем по всем направлениям. А еще вдобавок здесь у нас единения нации нету. Вот сегодня был пример на стадионе единения наций. Очень отрадно. Я думаю, вот после футбола нашего вот, чемпионата Канифа, вот сегодняшний пример единения. Вот после войны вот признание Абхазии, футбол и вот три вещи, которые я увидел, где у нас хоть какое-то единение прослеживается. Но на самом деле, когда мы объединимся, когда мы начнем созидать, не мешать друг другу, палка в колеса ставить, да, там кто-то ошибается, кто-то неправильный шаг сделает, можно подсказать, можно плечо подставить. Нет, мы должны это из-за этого всех поднять на ноги, будоражить людей. Мы сами себя откидываем назад. Потом о каком признании? Мы должны же общаться с другими странами, хотя бы вот через Сирию, через Венесуэлу, с ихними соседями. Они тоже с кем-то дружат. Россия дружит с Белоруссией. Вопрос признания Абхазии Белоруссии тоже рассматривался. И были неплохие переговоры. Даже это Лукашенко в интервью говорил. Мы что для этого делаем? Мы что показываем? Кого признавать? Они должны видеть, что мы достойны этого признания. Не все страны же нас знают. Там Науру, там Вануату. Они же нас по большому счету не знают. Но мы должны такой саморекламой заниматься, хотя бы вот в соцсетях. Использовать любые площадки, да, получается? Да, надо общаться, надо ездить. Надо вот дипломатов молодых наших подключать. Они по 5 языков, по 10 языков знают. Выходить через любую лазейку, как говорят, дверь, если тебе закроют, надо через окно залезть. Чтобы добиться нашего признания или нашего показать о себе, чтобы о нас говорили, о нас узнали. Закончил, что ли? Я про здравоохранение пару слов тоже сказал бы. Вы нас и цигал шарф шоит харазихун уже Алекс Сейпа Сара Куртак Райцу Заракухаб. Значит, я остановлюсь вначале на теме, что мы на внешних рубежах должны выступать единым целым. У нас должна быть национальная идея сформированная, которая ведет нас вперед. Когда-то мы хотели добиться того, что ГТРК будет на абхазском языке, потом добиться победы, потом признания.
Сегодня у нас стоят более высокие цели, и мы вокруг этой цели должны работать. Спортсмены должны поднимать наш флаг на пьедесталах, культура должна показывать свои достижения, доносить везде и поднимать имидж страны. Подняв имидж страны, я думаю, мы облегчим работу руководству и МИДу в достижении тех целей, которые сегодня у нас стоят. Я бы еще добавил тот момент, что мы обязательно должны и народную дипломатию использовать. Не хочу пока переходить к социальным сетям. А также возможности сейчас, благодаря тому, что я сейчас не первый, могу добавить, что и диаспоры, не только абхазская, а и другие диаспоры, которые проживают в Абхазии, активно участвовали в определенный период. И надеюсь, что и сейчас надо им дать возможность также участвовать в этом процессе. Если по внешней политике, то для меня основная задача – это поднять имидж до высот и добиться дальнейшего признания с использованием единого, целого, как народа Абхазии и всех диаспор, которые есть. По социальным сетям я бы хотел остановиться в дополнение, чтобы не повторяться, подчеркнув, что интернет – это великая сила, это бешеный объем знаний, который в мою молодость такого не было. И остановиться коротко остановиться на анонимах. Есть такой прецедент. После того, как была информация выложена за человека, за гражданина Республики Абхазия, он среагировал таким образом. Он написал жалобу в прокуратуру с учетом того момента, что если даже анонима нету технической возможности вычислить, то поинтересоваться у тех, кто прокомментировали эту позицию и поддержали ту информацию, которая была. Для информации я сейчас не имею права, в принципе, озвучивать. 2 года это заявление лежит в органах внутренних дел. Теперь по здравоохранению. Общение после нашего эфира, было общение у меня со специалистами в области энергетики особенно. Мы особо подчеркиваем то, что нужно подходить с учетом экспертного сообщества. Потому что те люди, которые там реально работают, вкладывают душу, они больно реагируют на те замечания, которые мы тут в эфире даем. Абзира Хаткалоп, не за нас разговор, к счастью. И надо разбираться в теме, знать изнутри эту проблематику и говорить. По здравоохранению я бы восстановил ту традицию, когда особенно кандидаты имеют возможность знакомиться с законами и делать какое-то свое суждение. В данном случае я как простой гражданин хотел бы тоже поучаствовать, потому что я потребитель этих услуг. В моих беседах и в эфире было сказано о том, что есть возможность, ничего не имею против платной, когда у нас в реальности платная медицина, но там вопрос стоит, мне сразу задали вопрос качества. Если не теряется качество услуг, то чтобы платные услуги не помешали людям обращаться в госполиклинику и получать такие же равные и качественные услуги. Этот момент я тогда упустил и хотел его обязательно повторить. По закону еще хотел бы один момент добавить, то что образование получают наши молодые врачи, студенты, они получают в престижных вузах Российской Федерации, они возвращаются сюда и может менеджмент где-то хромает, но потому что есть специалисты классные, и они постоянно проходят какую-то переподготовку, потому что в медицине постоянно какие-то новые схемы лечения. В нашем случае в Абхазии они более прогрессивно применяются. С этим, я думаю, проблем нету. Я бы хотел бы остановиться на том вопросе, что подняли здесь, то, что оборудование, это вопрос бюджетообразующий, правильно? Поэтому остановлюсь на том, что у нас
есть возможность, есть резервы вытащить из тени эти деньги, которые можно использовать. Можно по-другому сделать то, что есть определенные граждане Республики Абхазия, которые имеют возможности, и они могут, и, в принципе, инкогнито тоже помочь и создать эти условия, когда врач может на профессиональном оборудовании, на современном работать. Так, что-то я еще Ваше время забыл. уже подходит к концу, вы уже не успеваете ответить. Спасибо за внимание, за сумбур, извините. Харахай светоносителя кандидатиях, Беслан Юрий Пафера, Крофихома. Ну, что бы я хотел сказать насчет внешней направленности нашей республики. Дело в том, что мы можем говорить о внешней политике, но для нашей республики очень важен именно внутренний потенциал, и именно экономический. И я всегда был сторонником того, чтобы у нас было все-таки развито какое-то внутреннее производство. У нас считается то, что основным локомотивом, который движет республикой сейчас на данный момент, является туристическая деятельность. Но я не считаю, что мы должны двигаться только исключительно в этом направлении. Нам необходимо развивать и другие сферы. И вот опять же хотел бы вернуться к контексту того, что происходит именно сейчас в мире. Например, как и вот та же самая Российская Федерация, она фактически меняет свой вектор. То есть, если раньше, после развала Советского Союза, что произошло с Российской Федерацией? То есть, это фактически западный капитал получил возможность влезть во внутреннюю экономическую жизнь страны. То есть, начали создаваться акционерные общества. Крупные западные компании начали приобретать акции. И дивиденды этих акций, они не оставались внутри экономики Российской Федерации. Фактически все эти деньги, они уходили в офшоры. Можно сказать, что Россия не была национализирована, она была всеобщим достоянием всего капиталистического устройства мира, и ее даже можно назвать как бы сырьевым придатком, которым пользовался весь капиталистический мир. Вот. И когда мы говорим о внешнем, то есть я говорю к тому, что сейчас на данный момент Россия начинает идти по пути национализации экономики, то есть скупаются все вот эти активы западные. И я считаю, что у Абхазии появляется прекрасная возможность для того, чтобы некоторые ниши, которые возникают в экономике Российской Федерации, заполнять. Потому что возможен и дефицит продовольствия, дефицит каких-то товаров. То есть, на мой взгляд, это прекрасная внешнеэкономическая возможность для того, чтобы сейчас более тесно взаимодействовать с Российской Федерацией. И помимо того, что Россия меняет свой вектор, я считаю, что и Абхазия тоже должна менять свой вектор согласно тому, что происходит. Потому что действительно в мире происходят практически масштабные геополитические перемены. И расклад сил тоже меняется. И в этот момент вот это взаимодействие нам необходимо. Я, честно говоря, вот как экономист всегда считал, что нам необходимо именно внутреннее производство. Я изначально, когда начал говорить, я немножко не досказал. Вот у нас основной локомотив, конечно же, является туристическая сфера деятельности. Но мы не должны только в этом направлении двигаться. Я считаю, что нам именно надо развивать сельскохозяйственный потенциал. И нам просто необходимо иметь свой внутренний отечественный сельхозпродукт, чтобы, во-первых, чтобы мы имели возможность заполнять свои внутренние рынки. Особенно в летний период. Конечно, особенно еще надо учесть тоже такой момент, то, что сельское хозяйство и туристическая сфера деятельности – это взаимосвязанное, общее взаимосвязанное такое поле, потому что именно сельское хозяйство выступает как элемент снабжения именно туристической сферы. Просто мы немножко отклоняемся. Дело в том, что мы же говорим за внешнюю экономику, за внешние связи. Но я опять же хочу повториться, что если у нас не будет внутреннего потенциала, мы не будем неинтересны никому. Мы будем единственное, что выступать какой-то обузой. Даже выступать обузой для нашего стратегического партнера. Поэтому я считаю, что надо, вот помимо сельского хозяйства, я считаю, что нужно наращивать вот этот вот внутренний потенциал. Далее хотел бы отдельно сказать за банковский сектор. Дело в том, что, опять же, в капиталистическом устройстве мира банковский сектор играет очень большую роль. И необходимо поддерживать именно малое и среднее предпринимательство.
И это является таким стимулом, который развивает исключительно частный сектор. То есть банки, они в принципе нужны для того, чтобы развивать частный сектор. То есть развивая частный сектор, мы увеличиваем тоже какую-то долю экономики. Дальше еще хотел бы затронуть один интересный момент. Опять же, я упустил, касающийся сельского хозяйства. Вот часто, кстати, говорят именно о продовольственной безопасности. Но надо понимать, что я даже слышал такое, что как бы говорили, что-то это связанное с испорченными продуктами и тому подобное. Но дело в том, что продовольственная безопасность, с учетом того, что происходит в мире, это очень важный и актуальный момент. Почему я так хочу сказать? Во-первых, мы можем оказаться в разных условиях. Бывает такое, что возникают условия мирового голода, то есть в какой-то долгосрочной перспективе такие явления негативные, они возможны. Потом вопрос блокады, то есть само государство должно всегда иметь запас определенного продовольствия для того, чтобы каждый гражданин Республики Абхазия имел равный доступ к этому продовольствию. Вот. Но чтобы решить этот вопрос, именно касающийся продовольствия и продовольственной безопасности, необходимо иметь развитое сельское хозяйство. То есть фактически не решив вопрос сельского хозяйства, мы никогда не сможем решить вопрос продовольственной безопасности. Я попробую еще по поводу соцсетей сказать. У меня времени мало осталось. В общем, на мой взгляд, соцсети являются пропагандой. Увы, это такое оружие информационное, которое используется различными государствами, в том числе государством Грузии. Поэтому на государственном уровне обязательно должен существовать определенный фильтр, чтобы лишать возможности наших детей быть жертвами этой пропаганды. Вот, извините, не успел, спасибо, конечно, да, на третий вопрос. Я не хотела перебивать, дала вам договорить. Да. Что там мне осталось добавить? Здесь ребята постарались со всех сторон подойти. Но что касается внешней политики, как мы должны себя вести? Мы, конечно, должны сверивать свои часы с Россией. Это самое главное. Мы должны быть внимательным к тому, куда смотрит Россия, что говорит, что делает. Но на сегодняшний день, на самом деле, когда смотришь, что происходит, очень даже настроение портится, да, вот. Даже вот как началась война, вот это предвыборные дела, что шли, иногда рука не доходила. Вот, да, вот внимательно смотришь все время, что происходит там, как они быстро закончат и быстро закончат. Мы понимаем, что от успеха России зависит от нас это очень большое значение имеет. Мы все, конечно, я считаю, для этого надо было проводить поддержку, эту акцию, что проводили, надо было раньше провести, мне так кажется. Стараться надо быть быстрее, наверное, реагировать. Но и тем не менее не забывать о том, что думают там заингурские соседи. Все внимательно смотреть вокруг. Это, конечно, вопрос профессионалов. Ты все время смотришь, стараешься. Я думаю, все-таки, как бы ни сказать, нам надо смотреть, ориентироваться с Россией. Вообще, в последнее время разговор шел в плане внешней политики и внешних дел. Разговор шел о создании союзного, да, вот о том, что Абхазия вошла в союзное государство, вот Белоруссия, Россия, Казахстан. Мне кажется, в этом есть на полных правах, как суверенные, в этом есть какое-то спасение серьезное. Надо надеяться, надо идти к этому. Дай Бог в том случае, чтобы все вот на Украине закончилось благополучно. Это самое главное. Дальше, что касается социальных сетей, я не такой профессионал и долго в них не сижу. Но мне кажется, там есть и негатив,
каком-то смысле, как ребята подчеркнули, это и возможное оружие и так далее. Сами мы это не понимая, нас, может быть, втягивают в бескультуре, во всякое такое ненужное для нашего общества. Потом люди ушли вот в эти телефоны, да, вот целыми днями. Посмотришь, люди сидят между собой, не разговаривают, все в телефоне. Ну, это, видно, социальные сети так работают во всем мире. Но наверняка есть и положительные стороны. Но одно, что мне не нравится, то, что мы, обсуждая наши внутренние дела в социальных сетях, есть вещи, о которых желательно бы не говорили. Мы так вот открыто в социальных сетях это видят везде, весь мир видит, особенно грузинская сторона видит. Ну, нехорошо было. Наверняка есть возможность такая чуть-чуть регулировать, чуть-чуть что-то, чем-то управлять. Если у нас, мне кажется, она все спущена на самотек, и как идет, так идет. Что касается медицины. Вот здесь я хочу остановиться больше, так как в жизни мне пришлось много раз быть пациентом, к сожалению. Что касается нашей медицины, сегодняшней, я вот сравниваю почти в советскую медицину, да, вот я с ранением в Москве находился, лежал в разных больницах, 6 или 7, и знаю, как та система работала, и как сегодня наша система здесь работает. В одно время, во время развала Советского Союза, нашей войны, наша медицина и российская медицина фактически находилась в одном уровне. Иной раз наши медики были более профессиональные, могу вспомнить сейчас имена, фамилии, кому со всего Советского Союза приезжали. Но, к сожалению, после войны в силу ряда причин абхазская медицина начала серьезно отставать. Это видно сегодня во всех почти областях. К сожалению, ребята, девочки, мальчики, которые с отличием заканчивают учебу, многие не возвращаются в Абхазию на работу, потому что их невозможно устроить, не могут себя найти. Но кроме того, что хорошие медики, хорошие врачи есть, нужна еще и диагностика хорошая. И так далее, и так далее. Вот здесь я хотел бы остановиться в одном, обратить внимание Минздрава, я очень часто об этом думаю. Взрослые люди ощущают на себе, как вот после ковида, постковидное состояние, какая-то тяжелая вещь. Молодые люди, слава Богу, это не ощущают, но мне кажется, необходимо создание постковидного центра, если мы хотим сохранить наших стариков, и даже не стариков, 50-летних людей. Я уверен в этом, что это надо создавать, это каждый старший человек сегодня это может подтвердить, в этом я не сомневаюсь. И еще каждый год, болея ковидом, мы, стариков, можем через 5 лет потерять, которые могут прожить еще лет 20. Извините, я, по-моему, пришло время. Кандидатша зиге колапита зазараква ртак карцета зихан уажу хат гулуй 2 минут анализ хайтаги живет студиях. Сергей Ефимган. 10 минут у нас перерыв. Вот вы можете задать вопрос.
Ҳаҭырзқәа телехәаԥшцәа иацаҳҵоит аефир, уажәы ҳаиасуеит анаҩстәи ахәҭахьы акандидатцәа азҵаарақәа реимдара иаамҭоуп. Досу кандидатк далхны азҵаара ишәҭар алшоит, мамзаргьы даҽакала ишақәҳаргылома ишԥашәҭаху? Мамзаргьы зҵаарак аӡәы иҭир, зегьы аҭак ҟашәҵо, ишԥаашәҵо? Абарҭ ахәыцәа иаарышьҭызгьы даҽак ҭаҳгар шәҭахума азҵаара қәалаԥ аҟынтәи? Экономика, недвижимость. Ишәҳәа лаша шәара азҵаара шәҭи, нас шәаоппонентцәа аҭак ҟарҵоит. Аӡәы сиазҵаар сҭахӡам, схалагьы исҳәоит, сызгәаанагара иауазар, иҟалозар. Ишәҳәа азҵаара шәҭи, аҭак аныҟарҵалак дара рышьҭахь шәара шәызҵаара аҭак ҟашәҵап. Убас ишақәҳаргылап. Уже далкааны сиазҵаар иргәамԥхар ҳәа сацәшәоит. Нас Сара шәсазҵаа исҭаху абарҭ азҵаарақәа, ма иарбанзаалак ишәҭаху азҵаара сара исышьҭа. Тимур, уара уцазҵаа уҭахызар? Ишәҭахызар ишәҳәа, шәара ԥшь-минуҭк шәымами, шәара ԥшь-минуҭк убри азҵаара, шәара шәызҵаара иқәшәыргылаз атема шьҭыхны аҭак ҟашәҵа. Убри атема, убарҭ атемақәа ихаданы избоит, саналагозгьы срыхцәажәар хәыҷык сҭахын, саҭашәымҵан ҳазхәаԥшуа ателехәаԥшцәа урысшәала сцәажәоит. Я хочу немножко поговорить более, насколько позволит мне время, широко, хотя тем не менее я видел дебаты на ГТРК, и многие высказывались на эти темы, но я считаю сегодня их актуальными, очень злободневными эти вопросы, то есть конкретно вопросы касательно продажи недвижимости, вопросы энергетики, вопросы суверенитета. Конечно, очень важно геополитическое положение вокруг, еще вопросы железной дороги, вопросы, связанные с землей, с различными проектами, в том числе проект, Пицунский проект Москва-Резот. Но боюсь, что про все не успею. Хотел бы начать с недвижимости. И почему я к этому привлекаю внимание? Я думаю, что многие граждане понимают, что вопрос недвижимости, и свою точку зрения я выражаю по этому поводу, это не просто вопрос коммерческий, это не просто вопрос экономики. Почему мы так боимся, и почему я хочу акцентировать и привлечь внимание к этим вопросам? Потому что продажа недвижимости иностранцам сегодня не совсем разграничена с процессами приобретения гражданства теми, кто приобретает недвижимость в Абхазии. И помимо прочего, мы очень хорошо помним то время, по крайней мере, люди моего и старшего поколения, когда мы, будучи в составе Грузии, составляли всего-навсего 17% от населения собственной страны. Когда мы, в принципе, были, если не сказать бесправными, то права наши были очень ограничены. Мы не могли их выражать в том объеме, в которого требовала жизнь нашего народа. И, соответственно, мы не хотим, чтобы эта история повторилась и сегодня, и сейчас. Еще пару слов, просто я смотрю на секундомер, меньше 2 минут времени осталось. Хотел бы сказать и о энергетике. Почему важна так энергетика? Потому что если даже не брать в расчет заявление о дележке суверенитетом, вопрос энергетики, если происходит денационализация энергетики, то это уже является частичной, а в некоторых случаях, можно сказать, даже и полной потерей суверенитета и независимости. Мы молодое государство, которое за свое образование, за свою свободу и независимость заплатили огромную, по нашим меркам, цену. И многие тысячи наших граждан, наших парней и девушек сложили головы для того, чтобы мы сегодня могли стоять и спокойно в этой студии разговаривать о тех проблемах, которые у нас есть. Конечно, в связи с этим, когда вопрос энергетики является вопросом суверенитета нашей страны, это тоже становится не просто вопросом чисто экономическим, а вопросом еще и политическим.
так я вижу эти вопросы на сегодняшний день и вижу таковую их важность и актуальность для наших граждан, для нашей страны, для нашего государства, для нашего народа. Вот, в принципе, что я хотел сказать по этому поводу вот в это ограниченное время. Я цифра минутку шуму по убри тема Убри ваш иштиха за цара. Абсолютно согласен. Абрагачка жется и кулан галпри округа онпи кандидат. Сарел скауи. Рабщики шортаху о парламенте ханира. Ража бзе не чажвена, галин хожла рукуяху. Аха, азгит сругар стахцам. Аха, сара, хочуки асма хайтр чажвиш. Сругар стахцам азгит. Я hazım дервазаран, гала бзе хшурбу абсу. Хараб жопи вопса и лицопи нелска. Гала бзе харбоза абхара. И шабхалаги хана депутаты кресла ханера, хочу кияшаться. Яробри абсолютно уитера галикун хуажла Рома. А кисатума Рома убрезара ирджуа ирхунхуа. Абри яразинзаскала шавирахсала шавио. А закон я ну пиквапца, а закон хакну куларо. Успяну куцера. Уй ус баша закон нырмцази. Уй зхус на закон нырци. Убрезахана яра имеет тацуа амалги атира. Убриги иквапца закон ну. Я тахзаму бриирчуй го чара абрис робус пиано готабра политика кацу побри. Изок политику макяна и бнрхни зуку силка омсера. Абри абрайерет лухопшта ана вертацарако. Акур гылара зинзаск яшоп хаспиана газу. Хочу да харчу абрагачка швикова ирехана. Загвиш хада швикова ире шви кркон забра ахет яхана галпе зар яла швихет зигир хасахаван جلسي يارتشوا باسبورت راح تروح حاكلس أمو باسبورت تروحنا أبريشو لاش شيء حزبش وبس شبلاك حزديوز يشزديوز هاي بشرقن زحنانا قد في 20% حق هاي بشلاش تخي زكي في بشكسزحنا يونسكي في بشكسزحنا يزخي وبري يقول زوس بسنرا وبرتا باسبورت كروك زي مزخاز يزق حتى نحزقوي وبري بومبا نقن زات حزقوي يبزين حخوص يحبط زانة حوش كواراب خلقي يرزيت شا خروا يزيت شام خروا ناس سبرا وبري سرا خينر كنت زعر سسفرتون يزبري زالت فجو جورناليست في يشوف زقادو بري زعر شو هذا ويبزيو اجي ابرا ميران دالت فجون Хакалак это глазач. Состояние нашего города. Столица Абхазии. Наше лицо. Зимой в грязи, в болоте, летом в пыли. Холодно, голодно, ничего ли. Невозможно жить. Вот сейчас лето наступит, и мы боимся, соседи мои боятся. Как мы будем это лето в этом пыли проносить? Надо что-то делать. Если я говорил смело до начала вот этих вот то, что происходит в России, что все-таки мы будем добиваться дороги сделать, сейчас чуть-чуть вот самые проблемы экономические, может инвестиционная программа приостановиться и так далее, но надо нам улучшать инфраструктуру. Без этого в городе людям невозможно, просто дискомфортно жить, невозможно жить в городе. И табу пшам танцвет минутки шимаз анализ ишпака хцара кушимума кандидат шаваха. С вашего позволения хотел бы о тех же вопросах поговорить, которые озвучивал вы. Тогда давайте вы продолжите, да, эту тему. Я хотел бы поблагодарить уважаемого Лашу Зухба и Руслана Иновича за вашу позицию. Я полностью разделяю ваши позиции по озвученным вопросам.
и в качестве дополнения. Что касается вопроса энергетики, это очень важный вопрос. Это вопрос не только лампочки, которая у тебя в доме горит или не горит. Я считаю, что в нашей энергетической системе в том числе заложен и суверенитет Абхазии. И я считаю, вопрос передачи наших объектов энергетики у нас не должен стоять. Мы должны, наоборот, нашу энергетику развивать. У нас есть 3 неработающих перепадные станции. Мы должны их восстанавливать. И вопрос энергетической безопасности, вопрос инфраструктуры, он должен быть в основе, так скажем, сегодняшних программ развития, о которых мы говорим. Один маленький хочу привести пример. Современная политическая мысль делает сейчас акцент на том, что современные государства, помимо скажем, классических атрибутов, это армии, финансовая система, экономики, это еще и инфраструктура. Вот небольшой пример, если взять купюру евро, да, это вот одна из молодых валют, на многих купюрах евро изображены объекты инфраструктуры. Если раньше на купюрах изображали политических деятелей, сейчас на купюрах изображают объекты инфраструктуры. Это говорит о значимости в сегодняшнем мире инфраструктуры. И мы должны в этом направлении работать. Наоборот, у нас объектов энергетики государственных должно быть больше и больше. У нас есть малая энергетика, неработающие станции. И, к счастью, мировая тенденция говорит о том, что малая энергетика больше сектора занимает в мировой экономике, в мировой энергетике. К примеру, 30% китайской энергетики – это малая энергетика. То есть мы вот в этом направлении должны работать. Что касается вопроса продажи недвижимости, я очень много раз озвучивал свою позицию, она у меня не меняется. Я ее озвучу еще раз. Вопрос продажи недвижимости иностранцев надо отделить, конечно, вопрос коммерческой недвижимости, потому что для понимания, именно жилой недвижимости. Это вопрос, в первую очередь, национальной безопасности абхазского государства. И экономические вопросы, когда мы говорим о безопасности, они уходят на 2-й, 3-й, 5-й, 10-й план. Вот как уважаемый Лаша Зухба сказал, у нас был период, когда мы на своей территории находились в меньшинстве. И все прекрасно понимаем, к чему это привело. Это привело к войне, привело к жертвам. И десятки и сотни тысяч абхазских семей потеряли родных и близких из-за того, что мы на своей территории оказались в меньшинстве. Я не хочу повторения подобного сценария, и мы можем прийти к обсуждению этого вопроса, вот когда нас, государствообразующего этноса, на территории будет минимум 300 тысяч человек, вот тогда, я думаю, мы можем эти вопросы все обсуждать. Что касается вопроса паспортизации Гальского района, это тоже вопрос национальной безопасности. Мы должны четко понимать, где мы идем на компромиссы, где мы не идем на компромиссы, где мы говорим о развитии, а где мы говорим о безопасности. Нельзя развивать государство на песке, нельзя строить дом на песке. У нас должны в первую очередь решены вопросы безопасности. Что касается паспортизации Гальского района, у нас многие говорят, что мы должны массово выдавать паспорта. Это несет колоссальные риски. Не может одновременно человек, к примеру, утром пойти проголосовать за президента Грузии, а потом в тот же день вечером прийти проголосовать за президента Абхазии. Это же, сами понимаете, это же абсурдная ситуация. Что касается выдачи абхазских паспортов, я считаю, мы в первую очередь должны акцент сделать. Там проживает, так скажем, большое количество людей, которые в свое время при Берии, при Сталине насильно абхазы были переписаны в грузин. Я думаю, в первую очередь, если говорить о паспортизации, мы должны начать с этих людей, то есть вернуть им исконную национальность и фамилию. Спасибо большое, ваше время вышло. Я тоже добавлю пару слов по этому вопросу. Тоже абсолютно солидарен с мнениями кандидатов. Ни раз, ни два высказывал свое мнение по этим вопросам. Что касается продажи недвижимости иностранным гражданам, на мой взгляд, на данном этапе развития нашей страны, то есть я против продажи недвижимости по ряду причин, потому что очень много слухов и разговоров вокруг этого ходит, и, на мой взгляд, надо самый главный вопрос себе задать, зачем нам это надо сегодня. Какие плюсы и какие минусы мы от этого получим. Некоторые говорят, что это улучшит инвестиционный климат в стране. Некоторые говорят, что это повысит численность населения, что потом в перспективе повысит и уровень экономики. Но численность населения не всегда зависит, то есть не всегда
является таким катализатором экономики, потому что есть такие примеры, как Монако, Лихтенштейн, где там 78 тысяч человек населения, а у них ВВП на душу населения, как если посмотреть, они там развитые страны, некоторые обгоняют. То есть, ну, самый главный вопрос, зачем нам? Еще надо рассчитать все риски, то есть повышение цен, там, национальную безопасность, как многие говорят об этом. И опять-таки, возвращаясь, скажем так, к ряду этих вопросов, на мой взгляд, эти вопросы возникают. Там, вопрос продажи недвижимости, вопрос о добыче нефти, об энергетике, потому что мы, как я до этого говорил, пытаемся точечно по факту решить определенные вопросы. То есть и в экономике, и в энергетике. У нас нет определенного понимания, куда мы движемся, то есть и что нам надо делать для того, чтобы нашу республику развивать и в каком направлении развивать. Поэтому, на мой взгляд, возникают такие вопросы, а давайте мы будем добывать нефть, и таким образом мы увеличим там поступление в бюджет. Но это, на мой взгляд, неправильно, потому что на сегодняшний день наш бюджет, единственный источник там, дохода в бюджет – это налоговые поступления. Вот. И у нас есть прекрасная возможность увеличить в 2 раза наш бюджет, наш личный бюджет, я имею в виду, не считая финансовую помощь Российской Федерации. То есть, как я до этого озвучивал, по неофициальным данным, больше 70% находится в тени. То есть, если работать в этом направлении, законодательную базу сделать и работать открыто и прозрачно, чтобы у людей повысилось доверие к государству, чтобы у них было желание платить налоги, чтобы они видели четко, куда их налоги уходят. И вот так вот пошагово, постепенно мы можем свой бюджет, если там без 5 миллиардов, если 70% добавить, получится 12,5 миллиардов личного бюджета. То есть, ну, есть, скажем так, ряд способов, механизмов, инструментов, которые можно развивать государство, то есть не включая туда ни недвижимость, ни добычу нефти. Но энергетика – это вообще стратегический наш ресурс, и я там уверен, что это должно быть в руководстве пользованию государства обязательно. То есть я опять-таки говорю, чтобы нам выстроить хорошее государство, нам надо все вместе написать план развития государства, где мы будем прописывать все эти вопросы, учитывать всю эту проблематику, учитывать наш потенциал, наш ресурс. То есть мы хотим строить государство, ориентированное на туризм, хотим строить государство, ориентированное там, на производство, или это будет бизнес-центр, где будут офшорные зоны. То есть нам надо определить сперва, в каком направлении мы двигаемся, а потом уже под это направление принимать законы, госпрограммы, вот, ратифицировать международные договоры для того, чтобы идти к цели. На сегодняшний день у нас этой цели нет. Вот многие говорили об идеологии. Вот, идеология как раз-таки появляется, когда мы ее переносим на бумагу, когда всем четко и ясно понятно, что и как делать для того, чтобы наша республика развивалась. И табу, Беслан Георгий Пак, ратифицировано. Тенденция пошла такая, что мы, наверное, уже все ответим на эти вопросы. Это хотя и не вопрос был. Ну, актуальная тема. Я немного, можно сказать, другого мнения по некоторым вопросам. Скажем, вопрос паспортизации Гальского района. Ну, что нам делать? Эти граждане живут на территории Абхазии. Мы им не даем паспорт, даем вид на жительство. Мы не можем у них отобрать грузинские паспорта или гражданство. Но они сами могут отказаться от них в в пользу нашего гражданства. Да. Официально мы не можем получить подтверждение. У нас нет отношений с Грузией, письменного подтверждения нету. Отказался, это он завтра пойдет восстановит. Я имею в виду, надо комплексно подходить к этому вопросу. То, что было сейчас сказано, момент, который наши граждане абхазской фамилии, исконно абхазских фамилий, которые в одночасье, в один день их сделали грузинами. Почему нас из 55% опустили до 17%? Это не то, что заполняли грузинами население Абхазии, поэтому стало нас 17%, а потому что
в один день, можно Но это сказать, тоже было, грузин тоже переселялись и сюда. то, да. Я и говорю, это все вместе. Работал. И, честно говоря, вот эти 17%, мне не верится, что именно 17% было абхазов. Это Я думаю, данные. я понимаю, я слышу тебя. Я думаю, что такие, как я, с фамилией Корчава, туда в эти 17% не входили. Может быть, и Лагвилава тоже, я так думаю. Мои входили в список абхазов. Я так думаю, что мы... Я-то знаю. Ну, я понимаю сейчас, что ты говоришь. Я знаю, что мы тоже туда, наверное, входили. Но 17% у нас такого опасения нету. Если мы также в одночасье вернем им фамилии абхазские, я лично за это тем людям, которые этого хотят. И это в открытом доступе, чтобы эта информация была, чтобы Грузия видела, и весь мир видел, что люди восстанавливают свои абхазские фамилии исторические. Я думаю, завтра его дети, второе поколение, третье поколение уже будут абхазами. Их надо интегрировать в нашу общую, в нашу жизнь, в нашу абхазскую систему. Мы их отталкиваем, мы их толкаем. Они в школе отучились. Потом идите туда, дальше продолжайте учебу в Грузии, в Европе, где хотите. Вы уже не наши граждане. Как у мигрелов, как до 18 лет они мигрелы, потом грузинами становятся. А сейчас они до 18 мигрелы или абхазы, непонятно. Потом куда уезжать? Да, я позволю перебить вас. Я вот знаю многих молодых людей, которые сейчас возвращают себе фамилию и сами ищут исконное, правильное звучание, написание, вот приезжают в Абхазский институт гуманитарных исследований. То есть это им интересно, и никто же им не запрещает этого делать. Нет, мы должны им помогать в этом. Я, насколько помню, где-то 400 заявлений лежало. В 2014 году, вот до переворота, вот это, который у нас был, больше 400 заявлений было, и они лежали просто, никто на них не обращал внимания, потому что, наверное, какие-то риски тоже существуют, да, там, может быть, и наши недоброжелатели тоже с фамилиями абхазскими, историческими тоже есть. Но все равно мы не можем всех под одну гребенку брать, как говорится. Мы должны какой-то фильтр должны какой-то создать, чтобы определить, кто хочет жить в Абхазии, будет жить с нами, ради Бога, пусть живет в нашем обществе. Я лично такого мнения, к сожалению, на остальные вопросы я не смог свое мнение высказать. Хотел пропустить. А тема в продолжение хочу добавить, напомнить, поддержать в первую очередь то, что Руслан сказал. Есть закон, мы соблюдаем закон. Мы идем в такой орган, который мы собираемся законы новые инициировать, собираемся законы, которые не работают, по нашему мнению, достаточно заставлять их работать. Есть закон, который прописан эти моменты и не подлежит обсуждению. Я здесь согласен. Второй момент, и самый основной, я хочу напомнить, что после того, как мы дошли до Ингури, был широкий жест со стороны нашего президента, и мы пустили беженцев обратно сюда. Хотя и тогда были горячие головы, которые не хотели. Мы запустили их, мы пытаемся их интегрировать. И кто-то из нас сейчас в этом созыве, в 7-м, счастливое число, наверное, будет содействовать тому, что кто хочет интегрироваться в общество, мы им будем идти навстречу, потому что мы живем в одном государстве, это государство Республика Абхазия, и мы будем его развивать, поднимать имидж. И то есть, что сегодня национальное достояние, это не мое, не его, это и наших будущих потомков, мы должны его сохранить. Также согласен с тем моментом, что на налоговых поступлениях от граждан невозможно выполнять социальные обязательства перед людьми. Значит, надо делать
коммерческая недвижимость была озвучена, сейчас соскакиваю с тем, извините. Итак, если мы будем только на это рассчитывать, то тогда, извините, надо заняться теневой экономикой, хотя бы этот ресурс вытащить и использовать на благо людей. Если по-другому говорить, то есть молодые ребята, которые не хотят стать чиновниками. Сразу пример приведу. Первый, второй созыв парламента. 2 служебные машины. Сегодня по Абхазии до 400 служебных машин. Могу ошибиться. 300 машин точно есть. Мы развиваемся. Чиновников становится все больше и больше. Проводилась одна оптимизация, вторая оптимизация. Для меня и для тех людей, которые меня поддерживают, чей наказ я сегодня, как и вы все, исполняете, это чиновник, значит, плюс еще одна справка. Такое бытует мнение, и я это мнение хотел сегодня озвучить. Поэтому мы, как связующее звено между народом, сейчас пафосно чуть сказал, между моими избирателями и руководством страны, исполнительной властью. И мы хотим сделать так, чтобы людям с нашим приходом было легче жить. Это выполнение социальных обязательств, которые сейчас, исходя, почти все кандидаты озвучивают ситуацию, которая происходит в мире, повышение цен. Сразу хочу сказать, что некоторые повышения цен в Абхазии, они и искусственные, потому что есть общение, и я думаю, что этим должны заниматься компетентные органы, которые придерживают товар, ажиотаж создают, и поднимаются цены. Если я ошибся, я с удовольствием извинюсь. Социальные обязательства к тому, что вот сегодня ожидается, и уже мы наблюдаем рост цен, какие-то от государства, гарантии для того, чтобы малоимущие, многодетные не пострадали, бизнес не пострадал. Мы все прекрасно знаем, что ТПП Республики Абхазия дала свои рекомендации. И там финансовые ресурсы надо. Вот эти все обязательства государство берет на себя. И мы должны его в парламенте законодательно поддержать. Спасибо. Очень много вопросов, которые здесь озвучивают мои коллеги, депутаты, кандидаты в депутаты. По поводу возвращения беженцев, коротко, ясно хочу сказать. Владислав Григорьевич Арзма, первый наш президент, возвращал беженцев в Галский район, провел демаркацию границ для того, чтобы повысить количество, увеличить количество людей, которые проживают на данной территории для международного сообщества, для признания. Это первое. Второе, то, что касается продажи первичной недвижимости, мы должны понимать, что мы победители в конце-то концов. Нам бояться не надо. Нам нужны умы, которые будут заниматься этим вопросом. Человек может приобрести недвижимость, коммерческая, некоммерческая и так далее, без права голоса и быть избранным. К нам должны люди приехать, деловые люди, деловые деньги. Каждого инвестора мы тоже не можем принимать. Его тоже надо изучать. Происхождение денежных средств. Кто, откуда, почему. Сюда должны привлекаться деловые люди. Это самое главное. И второе. Многие мои коллеги здесь и предыдущие говорят, что наш бюджет не социально ориентированный. Что 30 лет мы не можем стигнуться. Но я хочу вам сказать, что бюджет Республики Абхазия, он социально ориентирован. Привожу факты. Только государственные внебюджетные фонды собственных доходов составляют 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это не маленькие деньги. Плюс от Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно получаем 4,5 миллиарда рублей. Помимо этого мы сегодня на лечение и так далее, мы с бюджета Министерства финансов, Министерства здравоохранения, многие на лечение ездят. Все это надо понимать. И самое главное, мы должны знать и понимать. Лаша, вы знаете, и Руслан, и Алексей, вы молодые ребята, что Абхазия развивается в 3 этапа. Первый этап – это чудовищная война, которая здесь была. Этап развития до 1999 года. Этап развития с 1999 по 2008 год, когда нас признали. Были периоды, когда лица от 18 до 55 лет не имели права пересекать российско-абхазскую границу. Почему? Потому что элита Российской Федерации, руководство Российской Федерации и Республики Грузия
в лице Шеварднадзе, это была одна политическая элита. И к великому счастью, эта элита распалась. Сейчас у нас другое видение. И поэтому, какие конкретные шаги делать? Депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, я не могу быть политологом. Мы решаем там конкретные вопросы, именно то, что касается законотворческой деятельности. Именно по социальной политике, если мы говорим о том, что он социально не ориентирован, очень много вопросов и законов, которые противоречат друг другу. То есть правовые коллизии. Я был председателем фонда социального страхования. Письма, которые мы писали, в частности, по взаимоотношению с Федерацией независимых правительств. Мы около 10 миллионов рублей деньги вытащили из тени и включили по рождению за ребенком до 3000. В 3 раза мы подняли. На сегодняшний день, даже зная, что там есть ресурсы, которые мы должны и будем поднимать до 7000 в течение 1,5 лет. И эти вопросы есть. Вопросы закона о милиции, законы об управлении в административно-территориальных единицах. Все эти вопросы, которые должны мы немедленно решать. Глобальные вопросы, которые происходят, законы должны, законотворческой деятельностью депутаты должны заниматься, исполнительная власть должна заниматься своей проблемой и судебной системой. В совокупности мы должны поэтапно создать работоспособную. Что такое государство? Это структура, которая создается нашим обществом. И поэтому в парламент, надеюсь, должны попадать конкретные люди, профессионалы, опытные работники, которые имеют опыт работы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что я хочу сказать, это действительно очень такие важные, сложные внутриполитические вопросы, касаемо энергетики, касаемо паспортизации Гальского района, добычи нефти, продажи недвижимости. Ну вот я хотел бы все-таки затронуть вопрос по части энергетики. В обществе образуются различные информационные поля, и как бы кто-то за национализацию энергетики, кто-то считает, что инвестиции необходимы. То есть это действительно сложный вопрос, и в нем надо разобраться, чтобы понять. Я вообще считаю, что в том числе, если говорить, например, за само государство, за руководство страны, я считаю, что каждый нормальный человек, конечно же, будет хотеть, чтобы энергетика осталась национальной. Но тут возникает вопрос в другом. А можем ли мы себе позволить сделать так, чтобы энергетика осталась национальной? Я, например, не являюсь специалистом в области энергетики и не могу сделать соответствующие заключения. Я единственное знаю, что действительно обслуживание этой сферы очень дорого обходится нашему государству. Потом есть различные другие вопросы, закладывается бюджет, и само государство, оно вынуждено строить определенные приоритеты и решать, какие сферы деятельности, жизнедеятельности нашего государства необходимо развивать. И когда опять же встает вопрос энергетики, тут важно понять, сможем ли мы вообще без инвестиций в энергетику, сохранив ее полностью национальной, сделать так, чтобы она нормально функционировала. То есть я считаю, что в этом вопросе должны разобраться специалисты. Я лично не могу брать на себя ответственность и утверждать то, что да, там вот энергетика должна остаться национальной, или говорить наоборот. Тоже вот что касается продажи недвижимости. Ну, тоже хочу признать, что продажа недвижимости тоже излишне политизированный вопрос. Я, в принципе, не против продажи недвижимости, но я считаю так, что перед тем, как в среднесрочной или долгосрочной перспективе рассматривать этот вопрос, то есть на данный момент я не вижу необходимых предпосылок и не вижу той базы, которая позволит нам продавать недвижимость. Но как бы к этому надо подготовиться. То есть граждане республики, если каждый из нас, мы должны в первую очередь заботиться об общенациональных интересах. Для начала тогда давайте сделаем так, чтобы граждане республики, молодые семьи имели возможность приобретать эту самую недвижимость. Создадим все необходимые условия. Или, например, ипотечное кредитование. У нас нет ипотечного кредитования. То есть у нас нет таких удобных, гибких условий для того, чтобы граждане республики могли быть обеспечены жильем.
Потому что обычный бюджетник, он может получать зарплату от 15 до 20 тысяч рублей. Ну, извините меня, на такие деньги, конечно, вы за 3-4 миллиона квартиру купить не сможете. Вот. То есть к этому вопросу можно приступить только в том случае, если действительно наше государство будет готово обеспечивать своих граждан жилой недвижимостью. Далее вопрос нефтедобычи. Аналогично энергетике, я опять же хочу сказать, что я не технолог, не нефтедобытчик. Поэтому вопрос, что можно сказать? Да, я могу с экономической точки зрения сказать, что это экономически целесообразно, добыча нефти. Даже несмотря на плохое качество нефти, при должных объемах, добыча нефти, она экономически целесообразна. Абхазии, вы хотели бы, чтобы добывали нефть в вашей стране? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Да. Дело заключается в том, что возникают очень острые и сложные вопросы, которые нужно раскрыть. Это вопрос безопасности извлечения нефти и вопрос экологии. И почему мы говорим о том, что этот вопрос политизированный? Потому что, опять же, в обществе образуются различные информационные поля, и общество фактически по этому вопросу разделилось на два лагеря. В общем, я считаю, что, извините, время закончилось, что этот вопрос нужно решать с широкой общественностью, и в первую очередь нужно рассматривать вопросы экологии и безопасности. Спасибо, я услышала ваше мнение. И табу бою арехтах харукшит, хайс вот она есть бьохтахе, алхуиша, а почтах я арышт вот азараква, басипшцаует Илона Эрнба. Азарадыра а система аштахразы ярбан форму куипшату наски и гацатузи хбзша хисхам харцазы. Азара атака гацаразиху нишумо пибейба минут халагаб шарашила Беслан. Азарадыра Рабхя зиргыланы азакван ацара закван штыхтбу. Азакван хамадзам азуханоб ехатриам шазухан ава ахучква ацарахи ицо евре советом чаназ убри иказа система алоба бриге усшахва. Азакван ацаны иқала и абстазара чапсахует убри алагала чуцкой хаму убри яцаны убысхан азакван шокургла на ахцалак наса царадыра система ге чапсахует чапсахра гана хала ухозар абсу бызша передача Коксаху пшон шешцы иqa сгвала шумаха абрия бызша абсу бызша литература ада химия физика зигетагат бызхозда даан этагат бызхозгида уртрагзам ата хара хабсу бызша айны школ асадик акыта обызигет халана يجربشنا يحشتروا بخقا أجار يخديوا أبسو بس بشار الخي در خرو الخي خدر خرو مزم أي حبر عن جروسي وزر جرا تلفزيون عن شاي وزر وبدو كلوت هذا خي يخير خوي مزم إسبانزر أكاديم دا أبسنا حنكارا دوس كورج ورس شلو بيشو А это груз пчелов, дело производства, документооборот, все на русском. Псыхшелый аналог, иртахым, атачеги, ахучкоги, абшиги нарцот, абшиги чахердырва, алот пепштаху абхахасбяна. Табу Беслан, Тимур Уштафера, Саратак Хашцома, Ахтулат Адгур Сатамаз, Адгур, Ацарадыра, система Аштахраз, Ярбан форма Куипшат, у нас Киқацатузих, Басшахис Хама Харцазахен. Уровень образования, да, вот я понимаю. Я, к сожалению, я не думаю, что я за 2 минуты на такой обширный вопрос могу ответить, и хочу воспользоваться своими 2 минутами. Хочу рассказать о проекте, который реализован, кстати, у нас на округе, на улице Джонов, в здании Адмирал. Открыта школа для детей под названием STEM, ее открыл Дамей Джонов. Это первый подобный проект, образовательный проект в Абхазии, он частный проект.
в котором обучают детей программированию, робототехнике, дизайну, то есть всеми современными профессиями. И я вижу, какой ажиотаж есть, и многие наши родители, к счастью, понимают, насколько подобное образование в жизни ребенка будет важно и в дальнейшем при получении профессии. И я считаю, что наше государство должно именно на этот проект обратить внимание, максимально изучить этот положительный опыт и распространить его по всей Абхазии. Потому что я житель города Сухум, но мое детство прошло в городе Очимчира. У меня много родственников, близких живут в городе Ткварчал. Я хочу, чтобы у моих братьев, у моих друзей, у наших граждан была бы такая же возможность дать своим детей хорошее современное IT-образование во всех городах Республики Абхазия. Спасибо. Вот если говорить об образовании, то есть за долгое время не было у нас закона об образовании. И, насколько мне известно, этот закон был принят, но, к сожалению, сейчас законопроект был, который рассматривался, который там в первом чтении прошел, его еще не приняли. И это основа такой закон об образовании, который давно уже надо было принимать, но, к сожалению, у меня не было возможности для того, чтобы ознакомиться, прочитать и изучить этот законопроект, потому что в нашей программе как раз-таки, когда идет, скажем так, часть про образование, мы как раз-таки предлагаем этот законопроект об образовании. Это как бы основа всего нашего образования. Если говорить об абхазском языке, то есть на абхазском языке вести образование, там, телевидение, там, делопроизводство и так далее. Разгана гора лапса безфя лачавюзар, а хочет шухучу, яхару папсу безфя избанзар, наси хайт фиджги хотацара, школа нома университета нома дачаджера и фиджги хотацара и шухучу и махар. Хара уягана хала аусура хачу бабрия фильм ква апсу безфя хей тахгут, хзушква рыбхота бишква нахцут нас авай ахтузизру равет. Уядаги лекция ком я пахгут онлайн формат ала абсу безфягана хала а видеоурок кватахвет шкинери хана видеоурок кватахвет абризи гизиги ахучква ишухучу яхопшвет рбезфяра хавет мультик верухопшвет фильм верухопшвет нас рбезфя игбабханит фявероп ирбабхаро презбезфя ала чавера убыс хучла хучу янилоцалак безфя анилоцалак нас хай зимаре хотацара а школах киданелак рахзуи хай зимаре хотацара избанзар увир хот яра рахзуи ивадаю пацара хочи зихан шо хочу безфей махар школа нома университета нома и чё адаю хотацара бризихан рахзуи я то хозигизик ацатупа хочу я халар сери безфя илыскай шам танцвити табуб лаш Анатолий па ариатема сара так кашцома система образования как поднять уровень, ну, рабсыфила я что позаразыхун, а царадыра система что хразы ярбан форма куипшату нас гиqat затузих без шахис хамар харцазыхун. Илоскай. И табу. Ну, для того, чтобы я вообще считаю, и не только я, в принципе, мы знаем, что во многих странах, развитых странах, с хорошей, сильной экономикой, в таких, как, например, Финляндия, одной из самых может быть даже самой, ну или одной из самых высокооплачиваемых работ считается школьный учитель. Очень высоко уважаемый человек, школьный учитель в Японии. Почему ну и во многих странах. Почему я привожу эти примеры? Потому что я считаю, что именно школа, начальное и среднее образование, в ней заложено будущее страны, будущее государства, потому что именно при получении начального и среднего образования возможно дальнейшее развитие человека как ученого уже, когда он получает образование, там, скажем, высшее или высшее специальное образование. Поэтому, конечно, для того, чтобы система образования у нас была качественная и на высоком уровне, я считаю, что основной акцент надо делать на начальную и среднюю школу, для того, чтобы было на высоком, даже высочайшем уровне школьное образование. Для этого, конечно, очень важно
чтобы школы имели соответствующих учителей, чтобы эта работа была уважаемой в обществе, чтобы эта работа была высокооплачиваемой, что к этой работе стремились люди. Касательно абхазского языка. Если увязывать вопрос абхазского языка, то помимо того, чтобы люди разговаривали на этом языке, надо еще, чтобы было образование на этом языке. Мы прекрасно знаем, что в нашей абхазской школе мы получаем образование на абхазском языке только лишь... Я закончил время? Да, ваше время закончилось, и я хотела бы добавить, вот у нас совсем мало времени, но даже вот эта начальная школа многим удается с трудом. Вот, да, на абхазском языке, к сожалению, обучение... Вот, учебники надо переводить, учебники создавать, чтобы могли продолжать. Ну, да, я думаю, что у нас еще будет возможность... Село спасало меня, я помню, меня отправляли в деревню на 3 месяца. И созданием абхазского усовершенствования. Алекс Алексей Пария, Зара так пашцозера хаб. И минутку еще. В 2 словах буквально. Школа — это, естественно, консервативная система, и учитель в ней играет главную роль. Это вспомнил сразу свою первую учительницу, благодарный, потому что это стрессовая ситуация для ребенка. Вот, и так, по теме, значит, абхазский язык я предлагаю связывать с нашими неписанными законами, раз, с образом абхазского воина, с образом хранительницы очага, чтобы ребенок визуально представлял все это. И мы не потесним русский язык, так как он язык межнационального общения. Но с детства, с самого раннего детства дать возможность детям по школьной программе заниматься абхазским языком. По школе, что я хотел бы сказать? Единственное, что я жду от этой реформы, то, что выпускник будет конкурентоспособен на рынке, что он в пору интернет-технологий будет с 1 класса, не знаю, с 5 класса заниматься этой проблематикой, его будут готовить по этой теме. Он будет проходить зарубежную классику, будут какие-то другие предметы прикладные. И самое главное, школа будет развивать сильные стороны ребенка и готовить его к тому, чтобы его работа была любимая, интересная и хорошо оплачиваемая. Спасибо. И Тавуба Амиран Гергипа. Апсо без связи ара харахна бачиго бапсва. Ари апсна хунткар рахзу. Апсо идгил хунехзу бусарат бумла рачала хайлан хотаха. Хашн ходн хцка вказ. Убурта химхо унир сарвапшиш сосован хунацарасо. Рухучкоги, ай хабатшаги, избатшаги, заги, рхат безфяла и тфажу. Хари хамо визата глаза ашира, мазмуека. Юба хари хамо баапсо, хунткарат университет. И харак джуауса хило профессионал. И чуцо концепция лагала сбиана года, хоть бахча, школ, а царевурта, а хунткара апсо безфя, а хунткара гларцу, я мадзама так бхакура. Я хаурус филозум шавер. Я худшелаги, ухад безфяло шавер, тхис хаппани шавер ялаги. Убрезахана. А проблема хиква акалакечоп, а проблема хиква абрешир хазивши хавира. Там безфяло хакуп, а конституция ну, а хунткарат безфя, апсу безфя, иги аурус безфя, не хама хунткара нисха, рейчавера, а басивши. Хархоразиего. Убрезахана. Апсо ката ялго хоче ашков. Иче до программала. Апсо хунткарат университет. Егирки вепше мацаревуртакла. Италара дарадзе ирбаре никацоту. А калакяджа. А концепция учатся отаху. Избанза уядаги. А информация авазаги-заги. А хочиди и куло. Еруимо катачги чурцу ялаги твоя проблема. И роза за интернет, то в Фейсбуке, то пари, то.
аурысшәала хирҿыцо рхәыцрагьы. Ауаҩы аԥсуа тәым бызшәала ахәыцра даналага, тәым бызшәала идикыло даналага, аинформациа зегьы ари иԥсуара хәыҷык ихьысҳахоит ҳәа агәаанагара сыҟоуп. Иҭабуп аамҭа шәыҽҭашәыгӡеит, Руслан Антеиԥа-шәара. Очевидно, что уровень образования в Абхазии, она низкая, можно так сказать. Пусть никто не обижается. Есть объективные причины для этого. Я не говорю, что учителя виноваты или я не ищу виноватых. Я говорю факт, то, что есть. Если человек у нас в Абхазии от 0 до 11 класса закончит на 5 школу, то он своими силами не может поступить в российские вузы, если он не будет заниматься дополнительно. Я, конечно, не профессионал в сфере образования. Я вижу то, что надо что-то менять, что-то делать кардинально. Говорили, что есть другие специальности, которые в Абхазии необходимы, и надо им тоже обучать. То есть ремесленные дела, разные электрики, сантехники и так далее. У нас на это вообще никаких... Все люди самоучки. Абсу безфя духало. Абсу безфя ахоче абра ванза сважена роликша исхон ахоче абсу безфя там за абрамго тренер кно и хавазеро айна шухочу зензас шухочу яндан лыршо яндан даналапшо и абсуйна таарчарачиирабера абсу безфяда واحد шакумиозро убрекана халасрак хохочпак смо безхаз дырве зефана абсу таарчарак абсу безфяда безфяка камзро убсхано безгенеқало уи хара бжебра яархну бри хара рецептата хазфазом оказывается сгуяхо абри эфирку шила гейшти абраганска абсу безфя зара хукширгло убри сгуяхоит убри аха ханархыз фезбот цажерко бзи хаз фезбот интабуп шам тадвит ушта Юрий Пашара. Ну, я в принципе вот что касается абхазского языка, я со всеми согласен. Вот, но хочу раскрыть такую немножко отдельную сторону. Есть небольшая проблема. Эта проблема касается, вот у нас очень множество молодых ребят, я даже попробую объединить два этих вопроса. Множество молодых ребят получают образование на территории Российской Федерации, получают престижное образование высшее. И это фактически наша кадровая база, которой эти люди приедут и будут вносить свой вклад в развитие Республики Абхазия. Но, увы, к великому сожалению, не все эти ребята, даже я бы сказал, большинство из них не владеют абхазским языком. И по части того, когда мы говорим о делопроизводстве на абхазском языке и о депутатском цензе абхазского языка, мы просто-напросто вот это пока... То есть абхазский язык нас должен окружать везде. То есть это печатные издания, это литература, это телевидение, это какие-то приложения на телефоны, обучающие для детей. То есть если пока мы в обществе не решим вопрос абхазского языка, то последними уже бастионами достижения вот этой вот победы это должно быть делопроизводство на абхазском языке. И, соответственно, обязательно должен быть ценз для депутатов парламента, чтобы депутаты владели абхазским языком. Иҭабуп акандидатцәа зегьы ари азҵаара аҭак ҟарҵеит, уажәы нас арегламент инақәыршәаны сара сызҵаара шәысҭоит, уигьы ҩба минут шәымоуп аҭак аҟаҵара азыҳәан. Ҳтәылаҿы акадратә политика ашьақәыргыларазы иарбан принципқәа изықәныҟатәу? Как, на каких принципах должна формироваться кадровая политика в стране? Я думаю, это очень актуальная тема. А кадровая политика – это вот с 20-й статьей, что связано дальше конкурсный отбор кадров, этот вопрос, если мы поднимем серьезно, и именно конкурсный подбор кадров сегодня можно делать, если там вот в 20-й статье, что касается коррупции, надо еще дорабатывать, это сырое, но конкурсный подбор кадров, это вот напрашивается, она поправит и молодежь в другое русло направит, она приведет много чего, она поднимет государство.
если именно самых лучших, самых хороших, самых образованных, самых умных ребят мы будем на основе конкурса подбирать, то они с детства будут стараться учиться хорошо. Отпадет много проблем. То есть даже в вопросе наркомании может быть уменьшиться. Я в этом уверен. И еще, что касается именно кадровой политики, у нас, как мы прекрасно знаем, есть два лагеря. Значит, властная оппозиция. Вот здесь ни в одной стороне не хватает потенциала нужных профессионалов. Ни в одной стороне, чтобы именно хорошо пополнить все вот министерские должности. То есть вот здесь, если у руководства страны будет политическая воля, подберут с обоих сторон, и политический потенциал, этот самый накал уменьшится, и именно моторику развития добавится. Очевидно, это будет, вот надо просто иметь политическую волю. И объединить народ, самое главное, в лучшую сторону. То есть именно кадровой политике можно и подойти к вопросу чуть-чуть разъединения народа. Кадровую политику, как понимает Руслан, я чуть-чуть я в другом формате понимаю, что такое кадровая политика. И в государстве, и в строительстве государства, к большому и к великому, есть действующая власть, есть оппоненты, так называемая оппозиция, она должна быть и существовать. Другое дело формирование резерва кадров, создание элиты. Элита — это слово французское, означает отборный лучших. То есть мы отбираем хороших, лучших и так далее, они должны быть в резерве кадров. Это раз. Второе. Вопрос немаловажный. В кадровой политике, опять-таки, там столько многосторонний подход. Кадровая политика для государства. Для государства. Крупные компании тоже кадровую политику делают. Они создают резерв кадров. Международного уровня, крупные компании. То, что касается нашей государственной политики, кадровая политика, она просто необходима. Почему? Потому что новое время, новые люди, мы хотим этого или нет, они придут, их надо воспитывать, их надо создавать, им надо создавать особые условия для дальнейшего развития и строительства этого государства. Вот если мы о государственной политике говорим. И третье, не только в государственной, а в резерве кадров мы говорим, даже кандидаты, которые идут в парламент, в органы местного самоуправления, они должны проходить фильтрацию. Вот мы сейчас тоже проходили в наркологическом диспансере, в психиатрической больнице и так далее. Глубоко у меня времени нет, не хватает, и поэтому я глубже уходить не собираюсь. Нам необходимо, и люди должны голосовать по совести, от души. Избиратель должен видеть своего будущего депутата. Вот эти вопросы, вот в таком формате я хотел бы вам сказать. Анатолий Па, Саратак-Кафисума. Кадровая политика, как именно, хотел бы, чтобы прозвучало еще раз. Как, на каких принципах должна формироваться кадровая политика в стране? Конечно, кадровая политика должна обязательно формироваться на профессиональных принципах. Главное, что и правильно я слышу мнение коллеги, с моей точки зрения правильно, что, конечно, хорошо было бы, чтобы, если был бы конкурсный подбор кадров, но, конечно же, все-таки в основе должен лежать профессионализм, поэтому не должно быть кадровой политики, с моей точки зрения, как у нас часто, к сожалению, бывает, когда там принимаются на работу, тем более на государственно важные, на государственно значимые должности по принципу либо лояльности, либо родства, либо там кумовства или еще чего-то. Конечно, в основе должен лежать профессионализм, и еще хотелось бы, чтобы был конкурсный подбор. Ну, так я вижу, чтобы формировалась кадровая политика. Спасибо. Тимур Ривазович, ответите на этот вопрос. Да, конечно, согласен со многими кандидатами.
На мой взгляд, для того, чтобы государство формировало кадровую политику, отправляло студентов на учебу за границу, то есть она должна сперва знать, какие кадры ей нужны. Это вот основа. То есть самое главное, я не верю, что у государства не будет средств там, на 5, на 10 студентов в разных направлениях, чтобы отправили учиться в лучшие университеты там, России, Европы и по всему миру. И с учетом того, чтобы они потом возвращались и уже там, готовые рабочие места, ну, узконаправленные специальности. То есть для того, чтобы формировать кадровую политику, нам сперва надо понять, какие кадры нам нужны, где у нас там, дыры, скажем, кадровые, если так можно выразиться. И обязательно государство должно это контролировать. И какие профессии востребованы? Конечно, да, такие мы вот сейчас как раз таки говорили, Лаша Анатольевич сказал по поводу учителей. Можно в этом направлении отправить зарубежные страны, потому что есть новая методика образования, новая методика подхода к детям, потому что дети тоже развиваются, они, ну, то есть с развитием современных технологий. Я к тому, что государство должно четко понимать, какие кадры ей нужны, и потом отправлять студентов на учебу, оплачивать им учебу и возвращать их обратно, и устраивать их там, на рабочие места. Если говорить о там, конкурсном подборе, то могу вот яркий, прекрасный пример привести, когда мы вот в прошлом году, мы как раз-таки, нам 2 вакантных места было в нашей организации, мы проводили конкурсный отбор. Это на одно место было 35, если не ошибаюсь, молодых ребят, которые пришли. 5 этапов конкурса было, там, анкета, собеседование, тест. То есть, и самое главное в этот момент, как многие сказали, это смотреть на профессионализм и на компетентность, не разделяя на политические взгляды, не разделяя на религиозные взгляды или на какие-то другие взгляды. Это родственные связи, да. Это вот самое тяжелое, потому что были и звонки, были там, да, приезжали. Да, простите, время вышло, да, Адгур, вы продолжите. Я хотел бы продолжить и дополнить то, что сказал Тимур, Лаша. Вот очень хороший пример привел Тимур. Организация, которая нацелена на получение позитивного результата, она будет набирать людей исключительно по их личным качествам, их таланту, их образованию. Поэтому наше государство, вот когда наше государство будет рассчитывать на какие-то результаты и поставить перед собой цели, у нас не будут назначать родственников, у нас не будут назначать людей, которые там на митинге попрыгали, у нас не будут назначать людей по принципу лояльности, как говорил Лаша. Обязательно у государства должны быть цели. И когда у тебя цели, ты будешь набирать людей, которые под эти цели подходят. И в этом вопросе не надо придумывать велосипед заново. Уже в мире есть мировая практика. Уже все эти нормативы придуманы. Даже уже есть готовые тесты, которые мы можем использовать. И здесь несколько раз сказали, конкурсный подбор кадров. Привет Астамуру Какале, ему спасибо за то, что он эту тему в Абхазии актуализировал. И я считаю, что кто-то из нас станет депутатом, из присутствующих. Да, или не присутствующих, да, это уже... И мы, наш кандидат с нашего округа и из других округов могут совместно провести работу, чтобы конкурсный подбор кадров стал на уровне законодательства, чтобы это было обязательным условием. У нас, к сожалению, такая практика сложилась, у нас назначают, так скажем, наши бывшие чиновники, которые уже не чиновники, но сохранили влияние на государственную систему, на власть, назначают своих детей, в том числе на крупные руководящие должности. Я считаю, это тупиковый путь. Нам повезет, если этот ребенок окажется образованным, но это уже фактор случайности. И когда мы в стране назначаем людей не по их, так скажем, образованию, да, мы лишаем наших детей, наших младших мотивации учиться и чего-то добиваться в жизни. Спасибо. Спасибо, Беслан. Вы продолжите. Почему у нас на сегодняшний день нету кадровой политики? Потому что кадровая политика формируется на первом этапе, это школа. Надо вести наши кадры. Надо смотреть за одаренными, перспективными, их вести, государство должно их вести. В учебные заведения, смотреть за их успеваемостью. Какое-то направление, какой-то отдел должен за ними пристально, можно сказать, присматривать. Их вести к
завершающей цели, которая нам нужна. Это готовый кадр, чтобы был кадровый политик, работник любой сферы, без разницы. И когда у тебя будет резерв кадров, и конкурс на основу сделай, и какую хочешь схему придумай, все равно будет самое главное, это лучший из лучших пройдет. А в контексте прошлого вопроса хочу добавить абхазский язык. То, что вот говорят, конкурсная основа, это все хорошо, узаконить, да, по конкурсу. И мое желание, мое мнение, я буду этого добиваться, если я буду депутатом, что абхазский язык на конкурсной основе, без знания абхазского языка, никакого правительства, никакой депутат, чтобы близко не мог подойти. Тогда он заставит себя. Есть у нас примеры, которые нанимают репетиторов, учатся, абхазский язык изучают. А родители уже своих детей будут с детства вести принудительно, добровольно, принудительно надо уже к этому приходить, чтобы абхазский язык изучали. И вот у нас будут кадры, абхазские кадры, наши внутренние. То, что он 5 языков знает, а абхазский не знает в совершенстве, я думаю, это не наш кадр. По большому счету. Да, я поняла вашу мысль. Беслан Юрьевич, вы продолжите. Ну, что касается кадровой политики, конечно же, кадровую политику должно формировать государство согласно той дорожной карты, путей развития, которое выбрало для себя государство. То есть, если государство решило развивать какие-то экономические сферы, нужны экономисты. Если вдруг неожиданно государство решило создавать микропроцессоры, значит, нужны специалисты по производству микропроцессоров. То есть, исключительно определяется кадровая политика, должна определяться согласно дорожной карты. Но чтобы определять, получается, именно кадровую политику, наверное, сперва нужна сама дорожная карта, понять, по какому пути развития мы собираемся двигаться, и уже потом, исходя из этого, формировать необходимые карты для того, чтобы осуществить проект. По-другому на этот вопрос, я считаю, ответить невозможно. Я с Тимуром полностью согласен. Это исчерпывающий ответ. Спасибо, Алексей Павлович. Хорошо, мы как обычно, ничего страшного. Значит, государство должно быть эффективным менеджером. Если государство является таковым, значит, оно должно иметь кадровый резерв. Первое условие – это закон о госслужащих. Повторяться не буду, это и конкурсная основа, и открытый кадровый резерв, где реально есть информация по тому или иному кандидату и по тем кандидатам, которых он выиграл. Значит, что еще хотел бы добавить к тому, что было сказано, это то, чтобы предприятие, министерство имело возможность пригласить какого-то специалиста, которого необходимо привлечь на данном этапе. Также хотел бы сказать о том, что моральный облик чиновника тоже имеет большое значение. Если мы будем говорить не о министерских должностях, да, а о каких-то рабочих должностях, то это кадровый резерв должен подразумевать, что будет восстановлен институт наставничества. Остальное я полностью согласен здесь, что говорилось, кроме того, что абхазский язык добровольно-принудительно. Я здесь не согласен. Итабу ушта эфира хрукшарах инеуит досу минутк шумоп дачазнги алхуис фрахшхнархана жла рейзрах шизхацу ато шхарц зиху намиран геркипа шурашырла халагаб. Сасылла халагит сарасылла иха. Носих ширху штахум. Хара яхтахуб и тышинталана ачара. Уважаемые наши соотечественники, сограждане, уважаемые коллеги мои, все беды происходят от того, что у нас нет стабильного развития в стране. Ни политического, ни экономического, как хотите назовите. Если мы возьмем развитие абхазского государства с 2004 года, внезапная смерть,
Сергея Васильевича Багапш, события, которые произошли в 2014 году. Дальше не буду перечислять. Вот это стабильное, нестабильное развитие нашего государства приводит к тем темам, которые мы сегодня здесь озвучиваем и говорим. Формат 5+5, он должен работать, и поэтому хочу обратиться к нашим избирателям, к нашим, вообще Абхазскому государственному телевидению. Сейчас заканчивать 2 секунды, пожалуйста. Вот. Вам необходимо и по Абазе проводить круглые столы. Время должно быть неограниченным. Все эти вопросы должны обсуждаться экспертным сообществом. Время у нас ограничено, поэтому хочу выразить огромную благодарность нашим кандидатам в депутаты 7-го округа. И табу Пидудзена, Шадзера, Шипатакцера, Абас Хабжимер Гадзаквана Шихан, Халхит Шахареву Сурахачук, Мямшин Шахчукуйцат, Хакуйцат Заги, в добрый путь, удачи всем. И табу Пидудзена. Набар инстрейт амта ошта яха алхрак шазыга зарамта ошта яха ухаравит алхрак ворм шопхана бе амта цанаца бре алхрак шазыга заханшаж дөркү пахтры знак юн бхын ну я абсажгыт я шухар телефон чай хамглыт яха ягеуси газарге отра Пящ ямш, шна дара, читкалана и худсна я хаз так пхакура и хауеве, я ха егу ханирчо дальше хроб. Дорогие друзья, мы сегодня старались здесь все красноречиво, экзамен красноречия, по-моему, мы постарались сдать. Я никому с экрана телевизор не собираюсь советовать. Думаю, наш народ все прекрасно знает и во всем разберутся. Просто пожелаю мира, добра, мирного неба, здоровья крепкого и самого наилучшего. Спасибо за внимание. Беслан, ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что нам необходима консолидация полная в обществе. У нас действительно очень много сложных проблем, и, увы, они все носят внутриполитический характер. Я считаю, что необходимо развивать гражданские институты, дать возможность гражданам республики совершать акт волеизъявления, чтобы граждане страны стали такой третейской стороной, балансирующей между, так сказать, различными оппозиционными объединениями, партиями проправительственными и оппозиционными. То есть мы должны сплотиться. И пока мы этого не сделаем, мы не сможем выстраивать нормальное целостное государство. Нам необходимо, чтобы у нас было нормальное, здоровое взаимодействие двух ветвей власти, законодательной, исполнительной. В противном случае у нас будут сложности, большие проблемы, и в этом направлении надо двигаться. Нужна консолидация. Большое всем спасибо. Здоровья, счастья. Я надеюсь, что парламент будет тем инструментом, который будет защищать ваши интересы. С уважением отношусь к вашему выбору. Желаю вам мира и добра. И табу Балаш Анатолий Па, Шарашам Топридым, Алхис Шакраш Хузар. Дорогие граждане, дорогие жители 7-го округа, в свете тех тем, которые мы сегодня здесь постарались озвучить, в свете тех проблем, которые у нас существуют в обществе, исходя из геополитической и политической ситуации вокруг Апсны, вам предстоит делать выбор. Выбор в парламент, которому, на мой взгляд, предстоит принимать, возможно, судьбоносные решения для нашего государства, для нашего общества, для нашего народа. Поэтому прошу вас, пожалуйста, приходите на выборы уже практически сегодня. Приходите на выборы, делайте свой выбор, пожалуйста, осознанно. Я, как и говорил в одном из своих интервью, хочу повториться, делайте свой выбор, исходя из того, каким вы видите кандидатов в депутаты, каким вы видите его уже будущим депутатом. Спасибо вам большое за внимание.
Хатырску Аважлар, дорогие избиратели, завтра без преувеличения пройдут исторические выборы, потому что законы, которые будет принимать новый созыв парламента, будет определять не только ближайшие 5 лет нашу историю, а на десятилетия вперед. Завтра, когда вы зайдете в избирательные участки, возьмете бюллетень и зайдете в кабинку, вы один на один со своим выбором. Вас никто не видит и не слышит, никто бы что ни говорил, никто не узнает, как вы проголосовали. И в этот момент важно проголосовать так, как вам говорит ваш разум и сердце. Важно не врать самому себе. И если мы все проголосуем так, то независимо от исхода выборов выиграем мы, народ. Табуб идутся. Табуб, ас хацалап насушта адгур Геннадий па, фирал хуйцурах. Я хочу обратиться не только к жителям нашего округа. Все-таки я считаю деление на округа такое условное деление. И кто бы ни стал депутатом, мы все депутаты от абхазского народа, вне зависимости от того, кто из какого округа. И мне хочется в первую очередь, обращаясь к гражданам Абхазии, сделать выбор и разумом, и сердцем, и понимать, какая колоссальная ответственность будет на абхазском парламенте следующие 5 лет. Развитие нашей страны будет зависеть от парламента. Наше благосостояние будет зависеть от парламента. Насколько наши права будут исполняться, тоже будет зависеть от парламента. И как правильно сказал Тимур, вы когда зайдете на участок, никто никогда не узнает, как вы проголосовали. Это будет ваш выбор, и это будет ваша победа. Спасибо. Табуб Беслан Гергипа. И я завершаю весь предвыборный цикл. В первую очередь хочу поблагодарить абхазское телевидение, весь ваш коллектив. Спасибо за то, что предоставили такую площадку всем 35 округам. Спасибо всем кандидатам, которые сегодня пришли, которая не пришла, тоже спасибо. На самом деле у нас выборы прошли в мирной обстановке. Мы сегодня идем на выборы. Хочу сказать, уважаемые избиратели, выборы – это один из самых главных критериев состоявшегося государства. Чем больше людей придет на выборы, тем эти показатели больше подтвердит то, что наше государство состоялось. На нас смотрит весь мир. Прошу вас всех, избирателей, придите на выборы, проголосуйте, за кого считаете нужным. Главное, придите на выборы. Спасибо всем, спасибо за внимание. И табуб хатырску кандидат хастудиях фахимио хыцыз абриала и хыркшоп ишяшу ицо эфирла апсныжла резера депутат раза кандидатша рыкгылараква. Хожгырам завяверзы апсныжла резера халхраком япысвыт. Хутака хала атак пхыкуразыги хадуб убрезы шазхуцны и кашца и яшо алхра. Сара бзирас хашас хойд.